Оннулары, да? Еще собаку взяли. Оннулары отлично. Такого немедленно. Только если отлично. Отлично, чистый. Отличником даем. Чистый, отличный. Там холодно каждый аппарат или каждый выходной. Переделывают там под цвета. Да. Это Володя должен был. Да, он что-то Миллион. принес, я еще не смотрел. Миллион. Начинаем, да, уже? 1 минута, да, начнем ровно по 15:00, да? Ага. Или ты успеешь дать интервью МВК? Думаю, нет, тем более Василий Сергеевич Ходу. Мы за что включаем игру? Участникам, кто помог в организации акции. Я представил смысл. Да, это вождение на общественной социальной жизни. Микрофон работает, да? Ровно 15:00. Добрый день, уважаемые Арсений Сергеевич, члены президиума, эксперты и участники нашего круглого стола. Также приветствую наших онлайн-участников. С нами сегодня на связи Агентство по развитию памятников города Иркутска, а также всех, кто наблюдает за нами в онлайн-режиме. Разрешите представить наш президиум, глава городского округа город Якутск Николаев Арсений Сергеевич, заместитель главы городского округа город Якутск Евсикова Евдокия Ивановна, председатель Совета старейшин города Якутска Лепчиков Николай Васильевич, заместитель председателя Общественной палаты города Якутска Христофорова Мария Николаевна, главный архитектор городского округа город Якутск Алексеева Ирина Дмитриевна и председатель комиссии по градостроительству и архитектуре Якутской городской думы Перфильев Евгений Андреевич. И на правах организатора я Попова Маргарита Васильевна, руководитель городского портала OneClick Якутск. Мы, как организаторы, вас сегодня собрали для того, чтобы обсудить наиболее такую важную тему – это сохранение культурно-исторического наследия города Якутска. И начну с небольшой предыстории. В прошлом году нами была организована историческая акция «Сбор фактов от горожан», которая переросла сегодня в издание первой народной и уникальной книги, куда вошли самые интересные факты, полученные от самих горожан, от общественных организаций, от фондов и архивов. И эта книга действительно уникальна. И, пользуясь случаем, прежде чем передать слово нашему главе Арсению Сергеевичу Николаеву, я бы хотела выразить огромную благодарность вам, Арсений Сергеевич, за всестороннюю поддержку. Без вашей помощи этот проект мог бы не реализоваться, и как следствие не состоялся бы даже этот круглый стол, может быть. Да? И вот я хочу передать вам нашу совместную книгу и передать вам слово. Да. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней встречи. Я благодарю всех тех, кто откликнулся на приглашение OneClick, сегодня здесь присутствует, и представители общественности, молодежи, наших старожилов, наших энтузиастов, исследователей, и тех, кто выявляет и сохраняет сегодня памятник культуры, народных депутатов республики, Якутской городской думы. Конечно же, мы все прекрасно вот здесь собравшиеся понимаем, что наш город – это старейший город на северо-востоке нашей страны. Когда я где-то, бывая, говорю, что наш Якутск на 3 десятилетия старше Иркутска, для многих это вызывает такой, не скажу, что культурный шок, но для многих это удивительно. Так? Хотя на самом деле мы практически на 3 десятилетия старше Иркутска. Не говоря уже о других городах Дальнего Востока, которых мы практически на 200 лет, наверное, старше, и Владивостока, и Хабаровска. Значение Якутска в целом в развитии северо-востока страны, оно огромное, его переоценить невозможно. Город был и остается, наверное, центром формирования такой цивилизационного подхода к развитию огромной территории, особого уклада, особой культуры во всех общественных сферах, в том числе и в градостроительстве.
Однако, конечно же, вот жизнедеятельность в суперэкстремальном климате, смена исторических формаций, необходимость веками строить город в условиях ограниченных ресурсов и технологий в определенной степени развития без долгосрочного стратегического планирования привели к тому, что сегодня перед нами, конечно же, очень остро стоит проблема сохранения исторических и архитектурных памятников столицы. По большому счету, вопрос стоит вообще о сохранении определенной самобытности для будущего поколения нашего исторического города, культурного наследия Якутска. К сожалению, вот сегодня в облике Якутска мало что говорит о его 384-летней истории. Большинство сохранившихся сегодня исторических архитектурных памятников, они относятся в основном к XIX веку. Вот. И здесь, к сожалению, до настоящего времени у нас действенное внимание этому вопросу не уделялось и в советское время, и постсоветское время. К сожалению, многие из своих уникальных памятников, включая надвратную башню городского острога, мы не смогли сохранить. Тем более я считаю, что вот сегодня очень важно поддержать инициативы общественников, ученых, жителей города, которые проводят большую работу по изучению истории Якутска. Сегодня порядка 200 объектов, имеющих признаки культурного наследия, были выявлены ими и предложены к принятию под охрану государства. Надеюсь, что сегодня мы, опять же, услышим конструктивные предложения, которые, безусловно, будут приняты, по крайней мере, с нашей стороны, с очень большим вниманием. Я рад, что вот наш круглый стол «Прошлое, настоящее и будущее Якутска» организован порталом OneClick Якутск. Идея его проведения, вот как раз Маргарита об этом сказала, выросла из акции «383 факта о Якутске», которую мы в прошлом году проводили. Акция показала огромный интерес горожан к истории, к действительности своего города. На самом деле поступило там гораздо больше фактов, так, нежели чем вот у нас в книге сегодня вышло так, тысячи и тысячи. Я считаю, что вот OneClick у нас он таки, знаете, становится настоящим инструментом объединения горожан, таким инструментом, который продвигает крупные общественные проекты во благо всех жителей города. Я уверен, что вот сегодняшний круглый стол, я, к сожалению, скоро буду вынужден его покинуть, так, у нас в 15:30 большая встреча с депутатами Гордумы, но этот круглый стол, безусловно, даст начало большой работе по сохранению и восстановлению памятников исторического наследия нашего города. Главное, я считаю, что здесь надо объединить усилия и местных властей, и республиканских властей, общественников, жителей, предприятий города, специалистов. Очевидно, наверное, стоит подумать о создании определенного координационного совета по вопросам сохранения исторического наследия нашей столицы. Необходимо выработать единую дорожную карту, скоординировать работу по отдельным проектам. Здесь, например, конечно же, во главу угла я поставил вопросы реконструкции культурно-исторического центра города Якутска, вопросы создания второй охранной зоны района Залога. Это для нас, для всех очень такая острая проблема, которую мы в ближайшее время должны уже, вот как городской социум, договориться, как мы его будем решать. И несмотря на то, что у нас там в основном все-таки частная собственность, так, мы должны все-таки свою политику по сохранению именно вот охранной зоны 2, так, вот в районе Залога в жизнь притворить. Я бы также хотел сказать, что с прошлого года мы начали прорабатывать концепцию создания музея города Якутска. Этот вопрос тоже поднимается многими жителями нашей столицы, и это, я считаю, что это правильный подход. Он должен стать не только традиционной экспозиционной площадкой, на мой взгляд, но это и должен стать такой, знаете, ну, может, что-то близкое к научному даже учреждению, которое бы на самом деле было бы центром изучения нашего города. Якутсковедение, я бы так, может, назвал бы. Вот. Эти проекты, конечно же, безусловно, не будут реализованы без поддержки на республиканском уровне, даже на федеральном уровне. И здесь как раз можно было бы это приурачивать к различным историческим датам. Например, 385 лет со дня рождения Якутска, 100 лет республики в 2022 году и, конечно, 32 год, когда Якутск будет отмечать свое 400-летие. Сегодня, как я уже сказал, у нас к участию в круглом столе приглашены активисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, представители национальных общин, ведущие историки, специалисты музейного дела, библиографы, архивисты города и республики, общественные деятели. И, конечно же, у всех нас есть понимание, что если мы не начнем вот сейчас общую работу, то через несколько лет мы рискуем потерять оставшиеся памятники нашего деревянного зодчества, вообще исторический облик нашего города Якутска. Кроме того, мы все четко понимаем, что город наш застраивается, город наш развивается.
Так, хотим мы этого или не хотим, но население города растет. За прошлый год оно официально выросло порядка 5000 человек. В первую очередь за счет превышения рождаемости над смертностью. 4000 человек, так и всего лишь около 1000 – это миграция из районов республики. То есть, еще раз говорю, город будет расти. Конечно же, застройка будет также развиваться. И сегодня вот мы закладываем будущий архитектурный облик города на многие, даже не десятилетия, может быть, на 100 лет вперед. И, конечно же, на нас, на всех лежит очень большая, огромная, я бы даже сказал, ответственность, каким мы сделаем наш город одним из сотен вот таких, знаете, безликих современных городов, которых у нас и на земном шаре, и в России достаточно много. Вот. Или мы все-таки постараемся сделать город, который будет гармоничен с нашей уникальной природой, будет именно, знаете, таким жемчужиной нашего севера, который будет отражать многонациональную культуру нашего Якутска. Вот это все на самом деле зависит в том числе от тех людей, которые сегодня здесь, в этом зале присутствуют. Я считаю, что вот очень хорошо, что OneClick и организаторы в целом подошли очень креативно. Сейчас наше заседание, я так понимаю, онлайн-трансляция идет. Я хотел поблагодарить Сахамедиа за предоставленную эту возможность. Будет возможность онлайн связаться с Иркутском, где на самом деле реализованы уникальные проекты в части сохранения исторических памятников. Здесь надо нам учиться, потому что обмен опытом, конечно, безусловно, важен для всех. Поэтому надеюсь, что разговор сегодня будет заинтересованным, очень нужным. Мы все стремимся к одному, чтобы наш город Якутск развивался, сохранял свое лицо. И традиционно, чтобы мы гордились его культурой, его традициями. Поэтому хотел пожелать круглому столу успешной работы. Ну и в заключение я хочу вручить несколько наших благодарственных писем тем нашим коллегам, которые помогли реализоваться вот проекту 383 факта о городе Якутске. Спасибо большое, Арсений Сергеевич. Благодарственное письмо за активное участие в разработке историко-познавательной книги «383 факта о городе Якутске» и за вклад в сохранение истории города Якутска вручается Алексееву Ивану Петровичу, старожилу города Якутска и первому, кто поделился своими фактами. Высоких Андрею Анатольевичу, председателю Якутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Захаровой Айтарине Афанасьевне, руководителю департамента по архивному делу Республики Саха-Якутия. Карачиной Калькарине Георгиевне, директору Центральной городской библиотеки имени Белинского. Дакаяровой Александре Владимировне, менеджеру городского портала OneClick Якутск. Так, мы приступаем к рабочему плану нашего круглого стола. Вначале мы заслушаем основных спикеров. Регламент для доклада спикеров составляет 5-7 минут. Далее мы сможем увидеть опыт наших соседей, агентств по развитию памятников Иркутска. После презентации возможно будет задать вопросы непосредственно иркутянам. И далее будут выступающие участники обсуждения. Их регламент 3-5 минут. Я бы попросила всех докладчиков придерживаться регламента, и только тогда мы сможем конструктивно сегодня поработать и принять все предложения и выслушать все наши проекты, доклады. И передаю слово нашему первому спикеру, человеку, который не только как должностное лицо представляет интересы администрации города, но и как горожанин является активным защитником сохранения истории архитектурных объектов родного Якутска, главному архитектору Ирине Дмитриевне Алексеевой. Спасибо. Во-первых, приветствую всех участников нашего сегодня интересного круглого стола. Сохранение и развитие объектов историко-архитектурного наследия является одной из важнейших частей градостроительной политики городского округа город Якутск. Поскольку памятники истории и культуры являются материальным воплощением прошлого народов и наций, сохранение и бережное отношение к своему прошлому – отличительная особенность современного цивилизованного государства. И, естественно, будущее, оно невозможно без прошлого.
Несмотря на то, что город Якутск не вошел в перечень исторических городов, вот в дополнение к выступлению Арсения Сергеевича хотела бы привести такие факты, что Якутск является одним из немногих древнейших городов Сибири, выросших сегодня до крупных и при этом сохранивших деревянную застройку. Старше Якутска только Тюмень, Томск, Красноярск и Иркутск. Это вот те крупные города в России, которые крупнее Якутска, и в том числе очень мало, ну, не так много в области сохранения русского деревянного зодчества, и в этих городах мы наблюдаем. Очень отрадно, что сегодня в нашем круглом столе принимает именно Иркутск, потому что единственным городом вообще в России, который сохранил памятники именно на своем историческом месте, это только город Иркутск. Объекты культурного наследия, расположенные на территории города, конечно же, являются важной частью культурного достояния не только Российской Федерации, но и вообще мира. Благодаря усилиям многих наших горожан, предыдущих руководителей города Якутска, Республики Саха-Якутия, общественников, краеведов, историков и архитекторов, все-таки немало было уделено внимания сохранению исторических памятников города Якутска. Все мы свидетели того, что в 80-е годы прошлого столетия в городе Якутске была специально выделена охранная зона номер 1. Есть, конечно, нарекания по части ценности самих исторических памятников, но сегодня никто не оспаривает ценность этого охранной зоны номер 1 как элемента планировочной структуры города Якутска, который сохранился именно на историческом месте. Вот, пожалуй, ценность старого города номер 1 именно в этом заключается. Ну и, конечно же, в тех объектах, которые сохранены и воссозданы на территории этой зоны. В 1989 году главный архитектор города Якутска Семен Назаров и в то время председатель горисполкома Павел Бородин заказали историческую концепцию охранной зоны номер 1. Концепцию разрабатывали тогда еще Пантелеймон Петров, Михаил Ильин и архитектор Мария Алексеева. По именно этой концепции, значит, в 1991 году концепция старого города была принята, и в дальнейшем уже при главе города мэрии Илье Михальчуке было создано муниципальное унитарное предприятие «Старый город», которое совместно с общественным советом, куда вошли ученые, краеведы, архитекторы и старожилы города, как раз и занималась вот этой охранной зоной номер 1. В 1999 году тогда еще президент компании «Алроса» Вячеслав Штыров способствовал воссозданию града Якутской Преображенской церкви. Много уделяет вниманию историческим памятникам, конечно же, епархия. Благодаря усилиям епархии сегодня в городе Якутске большое внимание уделяется восстановлению православных храмов. И мы сегодня все свидетели того, как началось восстановление Троицкого кафедрального собора. Таким образом, ну вот, благодаря усилиям, как я уже сказала, сегодня город Якутск имеет центральную историческую часть. Вот. И логическим продолжением развития исторического центра города Якутска путем реставрации, реконструкции и сохранения настоящих исторических памятников должен стать следующий этап. Это проект создания охранной зоны номер 2 в заложенной части города. В настоящее время объекты культурного наследия, существующие на этой территории, конечно же, находятся в состоянии близком к критическому. Они разрушены, они продолжают гореть, они сегодня очень близко расположены уже к новому жилому району. И только благодаря тому, что все-таки в свое время в градостроительной документации были предусмотрены границы этой охранной зоны, нам сегодня удается сдерживать этот район. Совершенно маленький планировочный район, от которого зависит политика сохранения, политика охраны памятников истории и культуры на территории города Якутска. Большую тревогу также вызывают здания, еще не признанные объектами культурного наследия. Вот сегодня совместно с Министерством культуры вообще хочется отметить, что прошедший год у нас в организационном порядке прошел очень активно. Мы собирали в прошлом году и по линии Союза архитекторов Якутии круглый стол специальный. У нас прошла первая прикладная школа урбанистики совместно также с нашим городским порталом «Ван-Клик» и Общественной палатой города Якутска, где мы, помните, выходили на полевое исследование. И вот итогом этого года стало, во-первых, воссоздание нашего Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и
создание якутского регионального общества. Кроме того, в нашем городском бюджете мы предусмотрели средства на разработку концепции охранной зоны номер 2, и сегодня мы готовы приступить к разработке технического задания и началу работ вот именно по этому этапу. Таким образом, в целях решения проблем в сфере сохранения объектов культурного наследия, вот мы считаем, что важным шагом, как уже сказал Айсен Сергеевич, должны стать, во-первых, это создание координационного совета при главе города Якутска, во-вторых, работа этого совета по разработке концепции охранной зоны номер 2 и параллельно, естественно, по другим вопросам, да, не только по охранной зоне номер 2. Разработка дорожной карты и в последующем разработка муниципальной программы, которая должна была бы быть обязательно синхронизирована с теми программами, которые сегодня идут по линии Министерства культуры, допустим, по созданию реестров не только на территории города Якутска, но и других муниципальных образований сегодня занимается Минкультуры. Да? И, конечно же, включение в федеральные программы, потому что мы понимаем, что для того, чтобы такой же объем работы и лучше провести, и тем более, когда мы говорим о настоящей реконструкции, да, объектов, это большие средства. И, конечно же, в этом мы никак не сможем эту работу организовать без вас, общественников, без наших предпринимателей, без бизнесменов, потому что сегодня в условиях рыночной экономики, в условиях того, когда земельные участки принадлежат, в общем-то, частным лицам, этот вопрос будет особенно актуальным. И я очень надеюсь, что при разработке концепции все, кто вот сегодня в круглом столе у нас участвует, и вообще все, кого интересует этот вопрос, примут активное участие, и мы в итоге получим хороший документ, который позволит нам начать двигаться в направлении охраны памятников истории и культуры. Ну и еще раз хочется подчеркнуть, что у нас впереди такие знаковые даты, благодаря которым мы могли бы, по примеру других регионов, да, претендовать на какие-то софинансирования из других источников. Это 22-й год, год столетия Республики Саха-Якутия, и 32-й год, 400-летие города Якутска. Вот я бы хотела призвать всех участников к активному, конструктивному диалогу. Спасибо всем большое. Большое спасибо, Ирина Дмитриевна, за столь конструктивное выступление. Ну и следующий наш докладчик, я думаю, продолжит эту тему. Александр Васильевич Дьяконов, ответственный секретарь Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников. Пожалуйста. Еще раз хочу выразить спасибо организаторам мероприятия, потому что с момента появления у нас в республике органа как общественного организации Всероссийского общества охраны памятников Якутии, это первое такое знаковое событие, можно сказать. И я чуть-чуть расскажу о создании вообще Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Дело в том, что еще с 1967 года в городе Якутске, в Якутской АССР было создано Якутское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников, которое существовало буквально до 2006 года. Но, к сожалению, по ряду причин, в том числе экономических и изменений вообще системы управления, данная организация прекратила существование, там было несколько нарушений по закону общественных организаций, и, к сожалению, с 2006 года такая общественная организация юридически не существовала. И вот в 2015 году, в марте месяце, у нас прошла учредительная конференция, где принимало 44 человека. Это у нас конференция была организована как раз вот именно благодаря Министерству культуры Российской Республики Саха-Якутия и в том числе Союзу архитекторов. Вот, в принципе, вот так вот можно сказать. Ну, можно сказать, что на протяжении, даже если этой организации и не существовало,
до 2015 года, то есть мы уже в июне месяце прошлого года мы получили юридическую регистрацию, то в любом случае активисты, историки, краеведы активно работали на территории нашей республики, не только в городе Якутске. Также выявлялись и объекты, не внесенные в список, в реестр, список объектов культурного исторического наследия. Ну и вот пришло время, когда вот мы действительно собрались и уже организовались, и теперь вот работаем очень, так сказать, активно с органами исполнительной власти, с общественными организациями, с бизнесменами. И вот буквально уже в июле месяце, то есть после регистрации в июне, мы зарегистрировали уже Якутское городское отделение Якутского республиканского общества охраны памятников, где нашим руководителем городского отделения стал Андрей Высоких, известный предприниматель города Якутска, который, в частности, на свои средства как раз отреставрировал здание, так называемое Четырюльня, но в дальнейшем как бы мы его в прошлом называем Дом капитана Сыроватского. Ну и потихонечку мы вот перейдем к самим, то есть к проблемам, которые существуют по охране памятников. То есть вот у нас вот на территории города Якутска на данный момент у нас находится 78 объектов, это регионального значения. Из них, ну, как бы и отдельно у нас идут, это археологические памятники федерального значения, их достаточно много, их 228 объектов. И один памятник истории федерального значения, у нас это только дом Ярославского на территории Краеведческого музея имени Ярославского. И плюс к этому есть такой тоже пункт в реестре, это объекты, обладающие признаками объектов культурного значения. Их на данный момент 71, этот объект. Так, ну, как мы будем уже говорить, то есть я вам это уже сказал, те существующие проблемы уже до меня озвучил и мэр города, и главный архитектор, поэтому... В принципе, я, наверное, сразу перейду, опять же, к территории Залога. Так, вот именно охрана памяти. То есть, вот на территории вот 55-го квартала, так, это территория это как раз Залога, это как раз граница так называемой второй охранной зоны. У нас, нами, вот именно членами ВАИП, как активистами, было выявлено 37 объектов. Так. Да, вот 37 объектов, которые обладают всеми признаками культурно-исторического наследия нашего города. И из них, вот хочется отметить, что 8 объектов уже находятся по постановлению правительства РСЯ под номером 270, это 2005 года, они находятся уже под охраной. Ну, есть такой, опять же, термин, как объект культурного наследия с признаками. То есть это дома находятся, них всех прекрасно вы примерно видите и знаете. Это вот то, что мы впереди говорили, это дом Лепчикова, который находится на улице Ярославского, 45. Это знаменитый дом Чипаловых, как раз вот очень интересный объект. Объект считается специалистами середины XIX века, то есть этот дом был перенесен с места улицы Большая, то есть Октябрьская, это на месте кинотеатра «Центральный», 50-е годы, 40-е годы был перенесен на улицу Чапалова. То есть это дом с точки зрения вот именно истории, это достаточно очень ценный объект, не только как архитектурный объект, но и как исторический. То есть Чапалов – это один из тех членов кружка «Маяк», революционеров наших. Александр Алексеевич, извиняюсь, у вас 2 минуты. Да. Ну вот еще, хочется отметить, что не нужно забывать те объекты, которые находятся на территории вообще города Якутска, то есть это от Кангалас до Табаги. Достаточно много объектов, мы выявили около 70 объектов на территории Магана, Кильянцев, Владимировки, ну и самого Магана, То есть достаточно много объектов, их примерно около 70. Про каждому, конечно, объекту придется очень сложно говорить, Ну, в смысле, времени нет уже, поэтому мы переходим уже к третьему пункту,
В том числе вот именно еще когда, вот то, что мы говорили, когда мэром города был Павел Павлович Бородин и главный архитектор Назаров, то есть в 1992 году академик архитектуры Крадин предлагал уже дома так называемого сталинского периода, да, поставить тоже на учет муниципального значения. То есть этих объектов более 10, то есть это проспект Ленина, если мы посмотрим, то есть это как раз тот, так сказать, те объекты, которые определяют исторический облик города Якутска 50-60-х годов. То есть рекомендации были, но, к сожалению, пока работа над этими объектами ведется, но никаких пока таких вот документов у нас тоже не приравнены ни к объектам с признаками культурно-исторического наследия. Ну и вот перейдем вот сейчас вот именно к реставрации. Да. Вот чтобы проводить реставрационные работы на объектах всех, да, вот в связи с новыми изменениями в федеральном законе номер 73 по охране памятников, данные работу могут вести только реставрационные компании, имеющие официальную лицензию. Лицензия получается на данный момент в Министерстве культуры. Ну вот хочется отметить, что вот самая проблема, почему у нас в городе Якутске такой организации нету, такого предприятия, потому что это подготовка специалистов, реставраторов достаточно очень дорого стоит, и все эти специалисты должны получить аттестацию именно в городе Москве. Ну вот хочется отрадно отметить то, что у нас все-таки в городе Якутске, то есть на территории нашей республики, у нас 4 есть уже эксперта, именно аттестованных экспертов, которые могут проводить историко-культурную экспертизу. Это у нас Яконов Виктор Михайлович, археолог, Пантелеймон Антонович Петров, знаменитый, Чаросов Николай Михайлович и Строгова Екатерина. Ну вот, все, спасибо. Спасибо большое, Александр Васильевич. Очень интересный доклад. И следующий наш выступающий приглашается Соловьева Елена Николаевна, секретарь Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Я продолжу тему предыдущих выступлений и расскажу о проблемах сохранения объектов археологического наследия в ходе территориально-пространственного развития города Якутска. Ну, город Якутск, мы все знаем, это один из старейших городов Сибири, но вместе с тем это и город, который очень быстро застраивается и динамично развивается. На территории города Якутска, которая является по меркам республики, в общем-то, достаточно небольшим регионом, проживает около 1/3 населения республики. Это, собственно говоря, и определяет то, что территория города является зоной сплошного техногенного воздействия и большой интенсивности земляных и строительных работ. К сожалению, в Якутске за прошедшие столетия и в последние годы был разрушен целый ряд уникальных архитектурных сооружений, но если это происходило на глазах общественности и вызывало какой-то определенный резонанс, то разрушение археологических памятников, скрытых под землей, в большинстве случаев происходило и происходит так, что даже сами рабочие, непосредственно проводящие земляные работы, не знают, что уничтожают бесценный для науки объект. Вот я хотела проиллюстрировать как раз этой фотографии особенности археологических объектов. То есть они визуально никак не на поверхности земли никак не обозначаются. То есть если бы вот на этом слайде не было бы вертикальной линии и надписи «стоянка», то мы бы ни за что не определили, что это именно археологический объект. Ну, в результате археологических полевых исследований можно обнаружить в материалах, ну вот именно непосредственно в слое земли, вот такие археологические объекты, которые являются бесценным материалом для археологической науки. В 2002 году вступил в силу новый федеральный закон об объектах культурного наследия, которым в настоящее время регулируются вопросы охраны и использования объектов культурного наследия. Применительно к... Ну, я могу, в принципе, и так, я говорю громко. Можно? Ничего, да?
Итак, применительно к Якутску здесь можно выделить два основных объекта памятников культурного наследия. Это памятники архитектуры и градостроительства и именно объекты архитектурного наследия. Ключевыми принципами вопросов охраны объектов культурного наследия стали положение о едином государственном реестре и государственной историко-культурной экспертизе, о чем, собственно говоря, говорил предыдущий докладчик. Объекты культурного наследия, принятые на государственную охрану в соответствии с законодательством РСФСР и законодательством Российской Федерации до вступления в силу указанного закона, не требуют проведения историко-культурной экспертизы, так как автоматически относятся к объектам культурного наследия, включенным в реестр с последующей регистрацией данных в нем. Таким образом, архитектурные памятники Якутска, принятые еще в 20 веке на государственную охрану, считаются включенными в госреестр. Вместе с тем, целый ряд объектов культурного наследия в Якутске был признан выявленным уже после принятия этого закона. Еще сложнее дело обстоит с объектами археологического наследия Туймады, но работа в этом направлении идет. Так, в законе определена верхняя хронологическая граница объектов археологического наследия в 100 лет. Значит, его действие распространяется и на объекты нового и новейшего времени, включая начало XX века. Закон относит объекты археологического наследия к категории объектов культурного наследия федерального значения. Вот обращаю ваше внимание, в соответствии с этим законом существует 3 категории памятников. Это объекты федерального значения, регионального значения и местного значения. Вот все объекты, недвижимые объекты археологического наследия, они все автоматически относятся к объектам федерального значения. Так. Вот несколько иллюстраций как раз проведения археологических работ на территории нашего города. Это вот раскопки стоянки, археологической стоянки Вилюйское шоссе, где-то 2-й километр. На этой стоянке было обнаружено более 10 тысяч артефактов. И интересен еще тот факт, что под культурным слоем стоянки было обнаружено уникальное для Якутии парное ярусное антитезное захоронение. Так. В разное время на территории города Якутска работали разные археологические экспедиции. Изучение началось еще в конце XIX века. В 1888 году был раскопан знаменитый курган Тыгына Сарычевым. На территории Якутска, согласно распоряжению правительства 2008 года об утверждении объектов культурного наследия, учтен 231 объект археологического наследия. Однако это далеко не полный список известных на сегодняшний день археологических памятников долины Туймада. В вышеупомянутом списке выявленных объектов под номером 133 учтен археологический памятник «Культурный слой исторической части города Якутска» 17-го, начала 20 века, который охватывает районы Старого Якутска в рамках улиц Лермонтова, Кальвица, Бестужева-Марлинского, Хабарова, Чернышевского, автодорожное озеро Сайсары. Это значит, что весь современный центр Якутска, включая обширный Заложный район, входит в состав выявленного объекта культурного наследия, который классифицируется как достопримечательное место. В 2012 году по заданию Министерства культуры группой археологов ИГИ, ПМНС и СВФО была проведена инвентаризация археологических памятников долины Туймада. Всего было инвентаризировано 160 археологических памятников долины Туймада. Буквально последние 2 года принесли очень интересные в археологическом отношении находки. Все они были сделаны случайно в результате проведения земляных работ. Ну вот здесь представлена фотография. Это достаточно уже в научной среде нашумевшее сергеляхское погребение сергеляхского воина, обнаружено на Сергеляхском шоссе 5-й километр в результате углубительных работ картофельного поля, которые проводили на своем приусадебном участке владельцы этого земельного участка. Вот посмотрите, здесь очень интересное погребение, потому что верхняя часть черепной коробки, видите, она снесена практически рубящим орудием. Уникальность этого погребения заключается и в сопроводительном инвентаре, потому что здесь впервые
в этом погребении обнаружен комплекс костяных накладок, которые относятся к монгольскому типу луков, что связывает это погребение с так называемой Усть-Талькинской археологической культурой, которая сегодня связана с этногенезом якутов. Елена Николаевна, очень увлекательное выступление. У вас меньше минуты осталось. Ну, в таком случае я буквально так экскурсно. Вот еще одно погребение уникальное, атласовское погребение. Оно, видите, в таком необычном сидячем положении. И уникальность его заключается еще в том, что череп, лицо погребенного, оно было забинтовано вот такой берестяным таким бинтом, я бы сказала, да, тоже уникальное погребение. И вот последнее, ну, тоже это, скажем так, воин кулонотакской культуры. Вот была проведена такая реконструкция внешности человека из этого погребения, Атласовская 1. В прошлом году у нас тоже была уникальная находка, тоже сделана совершенно случайно. Это Атласовское погребение 2, женское погребение с уникальным совершенно набором инвентаря. Ну и так как я ограничена во времени, да, ведутся у нас также работы на территории Якутского острога 17-го, начала 18 века, тоже очень интересные перспективные работы. Екатерина Алексеевна Строгова проводит. Вот, и в таком случае я уже тогда перейду к предложениям, которые хотелось бы озвучить. Ну, во-первых, нам хотелось бы предложить выполнить следующую работу. Составление и утверждение издания археологической карты Якутска и его окрестностей с обозначением охранных зон для памятников археологии и зон регулирования, ограничивающих проведение земляных и строительных работ до проведения археологической экспертизы, а также зоны археологического надзора за земляными и строительными работами. Хочу сказать, что проект такой карты уже существует, но в связи с открывающимися новыми данными он требует доработки. Дальше это выработка необходимого нормативного и правового обеспечения методики и расценок на выполнение охранных археологических работ на территории города Якутск, постановка под контроль департамента по вопросам охраны памятников и взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и духовного развития РСЯ отводов земель, строительных, земляных, сельскохозяйственных работ. Ну и вот, пожалуй, самое главное, на чем бы я прям вот конкретно бы настаивала, я предлагаю включить в градостроительный регламент города Якутска согласование по выдаче земельных участков, а также разрешение на любые земляные, строительные, хозяйственные и мелиоративные работы на территории города Якутск, подпись археолога, государственного эксперта по историко-культурной экспертизе. Так как только что вот Александр Васильевич сказал, у нас такие специалисты имеются и могут, в принципе, эту работу выполнять. Ну, несмотря на существующие трудности, работа в этом направлении крайне нужна, так как без подобных усилий и впредь будет продолжаться вот такое несанкционированное и бесконтрольное разрушение объектов археологического наследия в Якутске. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена Николаевна. Очень увлекательное, интересное выступление. Я думаю, что многие участники узнали для себя очень много нового. Также наши онлайн-участники могут не только следить за трансляцией, а задавать вопросы по номеру телефона и оставлять комментарии также в приложении. Следующий наш докладчик, спикер, приглашаем Руслана Васильевича Васильева. Не менее интересная и очень важная тема – это сохранение вот дома градоначальника Павла Андреевича Ишманова. Так, пожалуйста, презентация наша, да? Вот начинается. Да, идет. Так. Сейчас, секундочку. Вот, да, все начинается. Так, а здесь видео уже у нас должно быть. Видео включите, пожалуйста. Запущена первая электростанция, заработала телефонная станция на 150
Ну вот сейчас следующий слайд у нас, да, как раз дореволюционный период, это дом-усадьба Павла Юшманова располагалась по улице Большая, это ныне проспект Ленина и Монастыревская улица. Это Монастыревской улицы сейчас нету, и как вы знаете, дом, проспект Ленина номер 9, это дом с аркой. Возле площади Орджоникидзе, это как раз на том месте располагался дом Юшманова. В советский период в доме располагались это профсоюзный клуб, детские ясли и с 1952 года медицинский диспансер. И так как дом находился на балансе медицинского учреждения, и поэтому в конце 50-х годов он был разобран и перенесен на территорию областной больницы или республиканской больницы. Это фото Олега Георгиевича Карамзина 1958 года. Это уже вот 1962 год, и на этом месте как раз идет строительство жилого дома, проспект Ленина номер 9, и вот видна там на переднем плане вот та наша знаменитая арка, да, вот. Так что узнаваемый дом. И вот новое местоположение этого дома, он находится, его обнаружили наши краеведы после поисков там, да, в 2007 году. Это, значит, ребята Александр Дьяконов, Ярослав Арбугин. Они его нашли на территории областной больницы по адресу Феликса Кона, улица Феликса Кона, 1/3. В настоящее время это является как общежитие, 13 квартир, 13 семей там проживает. Левая часть это уже в заброшенном состоянии. И когда мы встречались с жильцами этого дома, нам сказали, что в мае месяце предстоит расселение, и дом подлежит сносу полностью. И там будет строиться, видимо, такое же здание, вот то, что на заднем плане. Такое здание будет строиться. И вот то, что дом перенесен, подтверждает нумерации на бревнах, когда вот рабочие переносили с улицы Большой на территорию областной больницы. И вот перед нами это схема генплана охранной зоны номер 2 города Якутска, выполнена архитектором, членом ВАИПИК, это Карамзиным Олегом Георгиевичем. Наше предложение сохранить этот объект как историческое поселение республиканского значения Якутск деревянный Залог. Это на сегодня единственная территория, как вот уже говорилось, да, где сохранились деревянные дома сибирского деревянного зодчества XIX века. Тут есть объекты, которые вошли в реестр, которые имеют признаки культурного наследия, ну, и которые необходимо еще и провести экспедиционные работы, обмерные работы, чтобы выявить те объекты, которые необходимо оставить на данной территории. Там то, что ненужные объекты, их надо снести, и, скажем, на эту территорию уже собрать те объекты исторического культурного наследия, которые сохранились еще на территории даже городского округа город Якутск. Скажем, если укрупнить, то непосредственно вот Олег Георгиевич Карамзин, он предлагает перенести дом Юшманова именно на эту территорию, недалеко от дома Лепчикова, от Ярославского, 45. А вот на углу виден это вот дом Лепчикова, а чуть правее это вот предлагаемый, значит, дом Юшманова перенести на эту территорию. Ну, дом Юшманова является, конечно, историческим объектом со всеми признаками сибирского деревянного зодчества начала XX века. И сохранив этот дом, безусловно, мы отдадим дань великому нашему главе, дореволюционному главе, который сделал очень много для города Якутска. Ну и, конечно же, оставим, сохраним памятник деревянного зодчества. И, конечно, предлагается то, что выступали до меня раньше товарищи, да, действительно нужна в городе Якутске комиссия, которая бы именно занималась этим историческим культурным наследием. Именно все объекты надо нам просмотреть, провести обмерные чертежи, провести такую работу, и вот именно эту зону закрепить уже как историческое поселение. И, конечно же, нужна в городе Якутске, в республике у нас, конечно, реставрационная компания.
опыт такой у нас есть. Мы дом дореволюционных головых Ангаласского улуса тоже нашли, восстановили. У нас есть ребята-мастера в Якутии, значит, татинские ребята, плотники, которые умеют работать с деревом. Но у них, конечно, нету проблемы вся в лицензии. Лицензии нету. Поэтому здесь предстоит большая такая, ну, творческая и плодотворная работа. Спасибо за внимание. Руслан Васильевич, спасибо вам большое за проделанную работу. Я думаю, что после придания общественного внимания к сохранению дома Ишанова мы обязательно его сохраним. И я хотела бы дальше нашего докладчика позвать, да, опять вернусь к предыстории. Вот мы начинали совместно с творческим объединением КИТ реализовывать проект 383 факта, и из маленькой такой акции он перерастает в такой глобальный масштабный проект. Я бы хотела пригласить нашего соратника Павликовскую Сабину Акифовну с проектом «Якутск 385». Добрый день, уважаемый президиум, эксперты и участники круглого стола. Совместно с порталом OneClick Якутск я готова представить вам проект «Якутск 385». В прошлом году совместно с порталом в честь предстоящего дня рождения города была проведена историческая акция «383 факта о городе Якутске». Цель акции был сбор интересных и уникальных фактов о Якутске. Книга, вышедшая по итогам этой акции, книга «383 факта о городе Якутске», является уникальным изданием. Во-первых, потому что материалы для этой книги собирались всеми горожанами. Впервые в печатном издании собраны имена всех градоначальников, воевод и глав Якутска, начиная с 1632 года. В одном издании нам удалось объединить архивные материалы и подтвержденные историком городские легенды. Наша команда подключилась к акции уже на этапе ее реализации. И, воодушевившись идеей портала по сохранению истории города, мы выпустили серию передач на республиканских каналах, назвав ее «Факты о Якутии». Проект 383 факта так воодушевил нашу команду именно, наверное, техническую, которая делает по большей части видео, да, продукцию, что мы приняли совместное решение, что проект не должен останавливаться на достигнутом и не должен ограничиться выпуском книги. Он должен развиться в нечто большее, что могли бы ежедневно видеть жители города и гости столицы. Основная цель проекта 385 Якутск – это не только сохранить и популяризировать историю города, а также восстановить то, что не удалось сохранить благодаря новым технологиям. Представьте себе, что в ближайшие 2 года, благодаря реализации нашего проекта, мы сможем в формате 3D оживить не только исторический факт, но и историческую личность, например, Петра Бекетова. Не буду забегать вперед, перейду, наверное, к этапам реализации. Проект 385 Якутск включает в себя 4 направления. К началу 2017 года мы планируем первым делом выпустить книгу «385 имен Якутска». Эти имена, которые войдут в книгу, определит народное голосование на портале OneClick, которое пройдет в течение 2016 года. И мы, горожане, выберем тех людей, чей вклад в историю очень значим, в историю города, и выберем именно 385 из них, кто войдет в книгу. Второй этап и направление нашего проекта – это выпуск исторической 3D-раскраски. Здесь наша цель – вызвать интерес к изучению истории у подрастающего поколения. Идея создания 3D-раскраски пришла к нам от специалистов компании «Многомерные технологии», которые сегодня тоже присутствуют здесь и успешно презентовали в начале этого года аналогичный, то есть первый проект 3D-раскраски под названием «Мамонтенок Мэник». Третье направление проекта 385 Якутск – это размещение в местах скопления людей, в местах массового посещения, да, и на зданиях города табличек с QR-кодами.
наведя свой гаджет, телефон или планшет на QR-код, вы по ссылке переходите на сайт портала исторического, который рассказывает вам и знакомит вас с тем или иным фактом о городе. И последнее, и, пожалуй, основное направление – это введение технологий дополненной реальности на улицах города. Прошу вашего внимания на экран. Включите ролик, пожалуйста. Якутск и творческое объединение КИТ представляют проект 385 Якутск с применением технологии дополненной реальности. Технология проста. Устанавливаем код на здание, скачиваем бесплатное мобильное приложение, наводим свой гаджет на код, смотрим и слушаем историю, делимся своими впечатлениями и рассказываем друзьям. Любите и знайте историю родного города. 385 Якутск. Использование данной технологии дополненной реальности, позволит нам не только сохранить и популяризировать историю, но и воссоздать то, что не сохранилось. Это относится как к памятникам архитектуры, так и к историческим личностям. Реализация вот этого последнего основного этапа запланирована нами в ближайшие 2 года, но к началу 2017-го мы уже готовы представить как минимум 2 таких кода и 2 объекта, которые вы можете воочию увидеть на улицах города Якутска. Возможно, я опережу или повторюсь, даже озвучив основную идею организаторов сегодняшнего круглого стола. Мы собрались здесь для достижения основной цели – по сохранению и популяризации истории нашего города, старейшего города Восточной Сибири. На сегодня наш проект может показаться по большей части идеей и этапами их реализации. Но всего год назад команда OneClick Якутск тоже не предполагала, что к началу 2017 года будет презентовать народную историческую книгу «383 факта». И это детище будет реализовано благодаря совместным усилиям всех горожан. Поэтому мы, как молодая команда, целью которой является принять активное участие в сохранении истории, внести свой вклад в развитие города Якутска, готовы к любому сотрудничеству, конечно, конструктивной критике, потому что проект 385 Якутск должен сформироваться как нужный и эффективный инструмент для изучения истории Якутска, ее жителями и горожанами. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Сабина Акифовна. Да, действительно, может быть, это всего лишь пока идея, но, как Сабина Акифовна подчеркнула, книга тоже была всего лишь идеей, и вот действительно мы сейчас ее держим в руках, она вот уже такой осознанный, такой осязаемый наш совместный труд всех горожан, потому что авторство – это за каждым жителем, который поделился своим фактом. И мы закончили на сегодня выступления наших спикеров, мы продолжим дальше. Выступления наших участников обсуждения также заслушаем презентации и доклады. И сейчас я бы хотела ваше внимание обратить на сюжет нашего федерального канала о сохранении архитектурных памятников в России. И после этого сразу у нас будет Иркутск на связи, и где мы сможем увидеть опыт иркутян и также задать свои вопросы и обсудить. Сегодня говорили в Москве. Министерство культуры открывает зеленый коридор, особый путь для частных инвесторов. Архитектурные памятники предлагают продавать, но с одним требованием. Покупатели о них будут заботиться, сумеют приспособить к современным условиям, при этом сохранив исторический облик. Николай Захаров выяснил детали. Усадьбу Ляхов, если можно показывать как памятник, то как памятник стойкости отдельно взятого здания перед бесконечной чередой разрушительных событий. В доме были разобраны полы, начали гнить двери, разобранный камин. Ну, можно сказать, что вот эта комната лучше всего сохранилась. В доме постройки начала 18 века после революции чего только не располагалось. Правление колхоза, общежитие, детский сад, снова общежитие. Причем хозяева особого трепета перед историческим особняком не испытывали. Последние даже пробили стену, превратив один из залов в гараж. Имея собственную историю, этот особняк еще тесно связан с историей отечественного кинематографа. И его наверняка хотя бы раз в жизни видел почти каждый гражданин нашей страны. В начале 80-х здесь располагалась съемочная площадка, а усадьба Ляхова стала местом
местом действия знаменитой романтической комедии Марка Захарова «Формула любви». А вот на фоне еще целой усадьбы герой Фрады Абдулова играет в городки. Дверь не запирает. Вчера попросил ключицы, 3 рубля дала медавка и спросил, когда отдам. Историк Вадим Разумов, посвятивший нелегкой судьбе усадьбы Ляхват целую главу своего блога, уверен, если срочно не отреставрировать особняк, его можно потерять навсегда. Вот-вот начнет протекать крыша, а после этого он и сам года через 2 разрушится, как разрушился стоящий рядом флигель. Это как пример среднепоместной усадьбы, вот, периода вот, с 1800-1812 года. Вот. Такое редко найти. Мы просто потеряем еще одну веку нашей истории. Для того, чтобы возродить Ляхова и подобные ему усадьбы, в Министерстве культуры разработали концепцию «Зеленый коридор». По ней предполагается, что на специальных аукционах бизнесмены и целые компании смогут купить какой-нибудь памятник. История пойдет с молотка, но в хорошем смысле, говорят чиновники. Новые владельцы вместе с правом пользования старинным зданием, например, они смогут устроить там санаторий, детский сад, офис или гостиницу, получат обязанность его отреставрировать и поддерживать в должном виде. То есть мы решаем государственную задачу. Мы должны быть уверены, что памятник, во-первых, будет спасен, во-вторых, он будет отреставрирован на высоком уровне. Всем скептикам вопрошающим, это что же, бизнесмен купит разрушенное здание, а потом сможет на его месте построить торговый комплекс? В Министерстве культуры отвечает, нет, собственностью усадьба станет только после того, как владелец полностью отреставрирует объект, и это зафиксирует специальная комиссия. Есть и готовый пример. Усадьба Куцажарникова в Иркутске. Еще пару лет назад разрушенная настолько, что даже канализационные стоки сливали под дом. Здание отремонтировал бизнесмен Дмитрий Бриток, и теперь хочет сделать там ресторан. Восстановить памятник – это как бы возможность что-то сделать хорошее для своего города. Я люблю Иркутск, красивый город. Я как-то решил поучаствовать, об этом очень не жалею, а больше даже рад. Дошедших до нас усадеб в России около 7 тысяч. Многие разрушены до основания. На первом этапе планируется продать всего 7 из них, расположенных в Московской области. Но список лотов в ближайшее время пополнится. Для того, чтобы отреставрировать усадьбу Ляхова, говорят специалисты, нужно от 200 до 400 миллионов рублей. Плюс еще раза в 1,5 больше на возрождение расположенного рядом парка с прудами. Правда, очереди из желающих стать владельцами особняка что-то пока не видно. Николай Захаров, Станислав Куколев, Юрий Федин. НТВ, Москва, Московская область. Да. И сейчас у нас Иркутск на связи. Мы выводим, да, Иркутск? Уважаемые техники, пожалуйста, скажите, у нас Иркутск сейчас подключается? Сегодня просто сбои были у РТК, из-за этого мы переживаем, что связь будет не очень качественная, да, нестабильная. Говорят, 1 минута. Хорошо, вот мы сейчас продолжим обсуждение после иркутян. Мы задаем вопросы непосредственно Иркутску, и потом у нас будут выступающие, где регламент 3-5 минут. Если мы придержимся этого регламента, то мы успеем сегодня продуктивно закончить наш круглый стол и проект резолюции принять. Так. Да, нашему президиуму я бы хотела предоставить небольшое слово. Да, может быть, кто-то из членов президиума готов. Евдокия Ивановна, может быть, какие-то промежуточные. Мария Николаевна, пожалуйста. Кандидатор. Добрый день, дорогие друзья. Я, конечно, хотела выразить благодарность Маргарите и ее команде за то, что пригласили нас, представителей Общественной палаты города Якутска, на это мероприятие. Очень рада, что, как издатель, хочу отметить, каждая книга для издателя как дитё, как ребенок. И поэтому рождение книги, да и то написанной всеми горожанами, всем миром, я представляю, какую вы радость испытывали. Я думаю, что отдельно стоит поздравить команду OneClick с изданием такого хорошего проекта. Мария Николаевна, спасибо большое. Да, совершенно верное сравнение. Мы когда на нашу книжку посмотрели, говорим, это дочка. Девочка такая, ну вот красивая. Я думаю, что наши сегодняшние участники тоже смогут. Мы ждем мальчика, видеть. значит. Да. Хорошо. Да, вот все. Иркутск с нами на связи. Хорошо, что у нас сеть наша не подвела. Так, добрый день, уважаемая Ирина Владимировна и команда иркутских экспертов. Ирина Владимировна просила в течение, она немного задерживается.
придерживается совещания. Меня зовут Анастасия, поэтому я начну, а Ирина Владимировна, она к нам присоединится, Да, конечно. возможно, если... Да, конечно. Анастасия, здравствуйте. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Уважаемые коллеги и участники круглого стола, приветствуем вас из Иркутска и, в частности, от имени нашего агентства развития памятников Иркутска. Меня зовут Анастасия. Вот, хотела представить вам презентацию. Сейчас я попробую вывести ее на экран. Да, презентация сейчас у нас видна, мы сможем также как бы оставаться на связи и просмотреть вашу презентацию. Ну вот я вижу, что сейчас я начну. Иркутск – столица деревянного зодчества. Это, пожалуй, известно всем. Но как сберечь уникальное архитектурное наследие, еще и с возможной пользой для бизнеса и для города, вопрос очень актуальный. Анастасия, извините, у нас пока ваша презентация не показывается. А вот все, появилось, да. Вот сейчас вижу. Основанный Яковом Похабовым в 1661 году, Иркутск всегда был торговым и культурным центром. Многие известные люди, посетившие Иркутск, отмечали его столичный вид, просвещенный дух. На протяжении 3,5 веков, развиваясь как крупнейший индустриальный политический центр Восточной Сибири, Иркутск не изменил своего характера и сохранил, как свидетели глубокой и славной истории, многочисленные образцы архитектуры прошедших эпох. На сегодняшний день в городе насчитывается более 1100 объектов культурного наследия. Из них около 750 объектов деревянного зодчества. Сохранение объектов культурного наследия, а также их приспособление для современного использования в Иркутске признано стратегической задачей. Также реализуются проекты государственно-частного партнерства, яркими примерами которых на сегодняшний день считаются проекты 30-го квартала и создание нашего публичного акционерного общества Агентства развития памятников Иркутска. Одним из знаменитых и показательных проектов является проект регенерации 130-го квартала, или, как его называют, Иркутская слобода. Всего в Иркутской слободе отреставрировано и построено 67 объектов. Проект регенерации исторической среды посвящен 350-летию города Иркутска. На сегодняшний день в 130-м квартале располагается 17 объектов культурного наследия, из них 16 ранее утраченных домов, воссозданы по старинным чертежам, и один дом-памятник, который перенесен из другой части города. Здесь вы можете видеть схему реализации проекта 30-го квартала по принципу государственно-частного партнерства. На ней мы останавливаться подробно не будем, но хотелось бы отметить основной момент, что ООО «130-й квартал» был главным связующим звеном среди всех участников реализации проекта, а именно между инвесторами, проектировщиками, подрядными организациями, ресурсоснабжающими организациями и государственными и муниципальными органами власти. Так выглядел квартал до начала реставрационных работ и до его регенерации. Вы можете видеть фотографии 2010 года. А так выглядит квартал в сегодняшние дни. Это, можно сказать, на сегодняшний день одна из главных точек притяжения
гостей города визитная карточка Иркутска. Вот на верхнем снимке это квартал до начала работ по регенерации, а на нижнем снимке это часть из проекта. Успешно реализованный проект 30-го квартала показал, что регенерация исторической среды и сохранение объектов культурного наследия – это очень важный фактор развития Иркутска. Таким образом, в 2012 году администрацией города было решено создать агентство развития памятников Иркутска. Агентство создано с целью реставрации, восстановления и приспособления для современного, эффективного использования объектов культурного наследия за счет привлечения внебюджетного финансирования. Агентство осуществляет поиск инвесторов в конкурсной основе. Затем основными условиями договора, при работе с которыми являются объект культурного наследия должен быть отреставрирован согласно охранному обязательству и проектно-реставрационному заданию и приспособлен для современного использования в соответствии с заданием инвестора. Это могут быть административное, торговое назначение, общепит или что-то другое. Инвестор в течение 1-2 лет оплачивает выкупную стоимость объекта и земельного участка, также затраты на проектирование и реставрацию в соответствии с графиком работ. Объект переходит в собственность инвестора только после реставрации ввода объекта в эксплуатацию. Таким образом, агентство развития памятников выполняет функции заказчика-застройщика, то есть получает всю разрешительную документацию, согласовывает проект реставрации, обеспечивает прохождение историко-культурной и технической экспертизы, заключает договоры с лицензированными подрядчиками. Ну и после ввода в эксплуатацию инвестор подписывает охранные обязательства и регистрирует право собственности. Здесь вы можете наблюдать фотографии части эскизного проекта объекта культурного наследия, расположенного в улице Горького, 34. Реставрация этого объекта регионального значения особняк, принадлежащий Сужарникам, это первый пример успешной реализации зеленого коридора для инвестора по механизму работы АРПИ. Мы видим, что состояние объекта было пыльное, с переделками, ранее располагался детский сад. Также мы можем видеть предметы охраны, это объемно-планировочные решения, оконные и деревянные проемы, цветной потолок, внешнее декоративное убранство, элементы интерьера, кессонированный потолок. Все это необходимо было сохранить, провести реставрацию, максимально бережно сохранить ценные элементы. С одной стороны, и предусмотреть интерес инвестора, проведя реконструкцию с увеличением площади и приспособлением к современному использованию. Так выглядит объект после завершения работ по сохранению. В настоящее время он приспособлен для современного использования, где располагается ресторан. В настоящее время агентство развития памятников проводит работы по сохранению 16 объектов культурного наследия, 13 объектов реставрируются за счет частных инвесторов, 4 объектам АРПИ выступает девелопером за счет собственных средств, реставрирует объекты. Деятельность агентства имеет ряд безусловных преимуществ как для инвесторов, так и для города.
Владимировна, здравствуйте. Анастасия, спасибо большое. Спасибо, что поделились опытом. Да. Пожалуйста, вы видите Ирину Владимировну? Да? Да, на секунду. К экрану. Да. Сейчас с нами на связи будет директор агентства по развитию памятников города Иркутска Ирина Владимировна Кравец. Давайте, наверное, начнем с вопроса. Видно, да? Да, но мы видим пока Анастасию, да? Да, сейчас секунду. Но вас слышим. Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Да, Здравствуйте. мы вас очень хорошо видим. Спасибо большое, что вышли с нами на связь, что поделились опытом. У нас такой-то первый формат проведения круглого стола, но надеюсь, что это не последний. Да, мы слышим вас. Ну, я на самом деле ожидала, что, возможно, у участников круглого стола будет вопрос, потому что, насколько я поняла, данный круглый стол имеет целью начать практическую реализацию проекта развития исторического квартала. Да, совершенно верно. Я думаю, мы предоставим слово нашему президиуму. С нами сегодня президиум возглавляет Евдокия Ивановна Исикова, заместитель главы города Якутска. Евдокия Ивановна, пожалуйста. Ирина, спасибо за тот опыт, который мы вот сейчас увидели. И у нас действительно есть некоторое количество вопросов. Наверное, сначала по вашему агентству непосредственно. Скажите, как вообще его, в какой форме вы его создавали? И сейчас, сколько лет после этого прошло? Изменилась ли форма работы вашего агентства? И сколько вообще у вас ушло времени на восстановление вот этих 67 объектов? Я поняла вопросы. Необходимо немного разделить проект 130-й квартал и реставрацию отдельных объектов. Проект 130-й квартал инициирован был губернатором Иркутской области Мезенцевым в 2008 году. В 2011 году проект был закончен. И в 2012 году, по результату, все увидели, что данный проект успешен, было принято администрацией города Иркутска, уже города Иркутска, учредить открытое акционерное общество агентство развития памятников Иркутска. Почему была выбрана такая форма? Данная форма не предполагает бюджетное финансирование, предполагает только внесение в уставный капитал ветхих и аварийных памятников деревянного зодчества, которых в муниципальной собственности было определенное количество, то есть которых расстелили, дома остались, снести нельзя, это памятники, реставрировать в бюджете денег нету, поэтому их передали в агентство. Агентство выставляет их на конкурс, инвестор выплачивает выкупную стоимость небольшую за земельные участки за объект и получает право его реставрировать на собственные средства. За счет этой выкупной стоимости агентство живет, то есть это персонал, это аренда, это налоги, и сопровождает процесс реставрации. Инвестор получает собственность готовый объект после реставрации, бюджет не тратит деньги, агентство функционирует как хозяйственное общество. Но вот на данный момент, я говорила, мы созданы в 2019 году, в данный момент отреставрировано 4 объекта и 16 находятся в работе. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Да, у нас вопросы есть у главного архитектора. Ирина Дмитриевна, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Во-первых, очень приятно, что у нас сегодня круглый стол проходит в таком интересном впервые для города Якутска формате, да, онлайн-формат.
Хочу поблагодарить руководителей медиацентра за предоставленную возможность. Сразу хочется сказать, что вообще мы планировали участие Елены Ивановны Григорьевой, это главный архитектор проекта реставрации как раз 130-го квартала в городе Иркутске. Да? Но вот, к сожалению, это не получилось, но у меня вопрос следующего рода. Вот я правильно вас поняла, значит, мы, в принципе, сегодня, ну, как бы изучив опыт, так и предлагаем, да, то есть сегодня в резолюцию нашего круглого стола должно войти, во-первых, организация координационного совета, да, во-вторых, значит, начало работ по разработке концепции охранной зоны, то есть самого проекта, вот. И как выступила Ирина Владимировна, значит, сначала был разработан проект этой 130-го квартала, и потом уже совместно, значит, с губернатором, да, было принято решение и главой города Иркутска было принято решение о создании какого-то, ну, конкретного предприятия, которое бы занималось уже конкретно, ну, фактически перенимало функции заказчика-застройщика. Вот, поэтому правильным ли путем мы идем? Вот мы бы хотели как раз, ну, все-таки у вас огромный опыт, и я помню на международных фестивалях, которые проходят ежегодно у нас в городе Москва, проект 130-го квартала получил очень большой резонанс, они выставлялись, показывали, ну и, в общем-то, вся архитектурная общественность России следила за реализацией этого проекта. Ирина Владимировна. Я на связи, я просто думаю, как вам прокомментировать с точки зрения практической реализации. Безусловно, я очень рада, что у вас эта тема обсуждается, потому что действительно необходима большая политическая воля, чтобы этот проект реализовать. Ну, я просто пример приведу, что в самом начале реализации 130-го квартала лично губернатор Дмитрий Федорович Мизинцев встречался и разговаривал с инвесторами и говорил, что вот это будет выгодно. Смотрите, что это деревянные строения. Если вы здесь разместите ресторан, гостиницу, какое-то общественное заведение, это будет выгодно. И на самом деле те инвесторы, которые первые включились в проект, они, ну, условно говоря, там затраты на первом этапе было 100 рублей. Некоторые из них после реализации проекта продали эти дома другим инвесторам в 3-4 раза дороже. То есть капитализация, когда мы делаем комплексное развитие территории, она возрастает. Единственное, я бы хотела все-таки акцентировать внимание, что вы правильно говорите, что должен быть оператор проекта, который выполнял функционал заказчика-застройщика. В проекте развития 130-го квартала это было общество с ограниченной ответственностью 130-й квартал. Агентство появилось чуть позже. Мы появились уже после того, как 130-й квартал был закончен. Мы уже реставрируем отдельный объект по всему городу Иркутску. То есть не только в 130-м квартале. Поэтому единственное, что я вам хочу пожелать, это вот наличие политической воли и начать не только с общественного обсуждения проекта, что это нужно, важно, и привлечь хороших архитекторов, но и создайте на основе частно-государственного партнерства или просто учредитель администрации города ту структуру, которая будет заниматься реализацией. То есть это, ну, одно из условий успешности реализации проекта. И если есть администрация города ветхие, аварийные, муниципальные памятники, ну, то есть вот как объекты и как земельный участок передайте в уставный капитал эти объекты. И после этого уже этот оператор совместно с инвесторами в рамках концепции, которая разработана архитектором, уже осуществляет весь функционал от проектирования до получения разрешения под объект эксплуатации. Спасибо большое. У меня еще один вопрос, Ирина Владимировна. Были ли у вас прецеденты, когда памятники, ну или объекты, имеющие характеристики памятников, находились в руках частников, то есть земля в частной собственности? И если таковые были, то как вот вы с ними реализовывали данный проект? Ну, вот это очень правильный вопрос, потому что, смотрите,
прошли 3 этапа развития. Иркутск прошел 3 этапа развития. Первый этап — это был 130-й квартал, где земельные участки были муниципальные, областные. Они были нарезаны на лоты и предложены инвесторам. То есть там те, которые люди проживали в частных домах, они были расселены. Ну, за счет бюджетных, там, небюджетных источников. Второй этап развития — это вот агентство, созданное агентство. Город расселяет по программе ветхого аварийного жилья, передает нам уже расселенные дома, мы находим инвестора. Ну, это, можно сказать, просто. А вот третий этап, самый сложный. Мы начали в Иркутске проект «Иркутские кварталы». Это территория 47 га, и там практически нет ни муниципальных памятников, ни муниципальной земли, там есть только частные собственники. Но для них были созданы такие условия, то есть была разработана концепция, что на этой территории должно быть, то есть памятники должны быть реставрированы, что-то где-то, если инвесторы есть согласованные проекты, что они хотят построить, и потом был переговорный процесс. Либо вы какие-то сроки осуществляете реставрацию памятника, строите вот такие-то объекты, либо вы, не сможете на этой территории в соответствии с правилами землепользования и застройки, там, с другими административными механизмами, ничего построить, а, соответственно, ничего не получить прибыль. Разработчиком, одна из разработчиков авторов этой концепции была тоже Григорьева, поэтому можно будет с ней потом в рабочем порядке связаться. И вы знаете, как ни странно, все частные лица и организации на этой территории пошли навстречу и приняли условия игры. У них уже было в запасе 130-й квартал, там, агентство развития памятника, они поверили в то, что предлагает администрация, что это здесь действительно будет реализовано. Поэтому вопрос с участниками — это вопрос серьезный, но требует дополнительной проработки. Спасибо за ответ. Да, вот. Мария Николаевна, слово, пожалуйста. Ирина Владимировна, очень интересно. Вот как раз сегодня здесь в зале собрались очень неравнодушные жители города Якутска. Я, как представитель общественной палаты города Якутска, хотела бы, конечно, вас поблагодарить, потому что Иркутск — это для якутян очень родной город. Очень многие из нас учились в Иркутске, очень много ваших земляков у нас стали якутянами, поэтому такая некая связь всегда существовала с вашим городом. И то, что вы так трепетно и так заботливо относитесь к истории, ко вчерашнему дню, но с новым взглядом, с применением новых подходов, это, конечно, большой опыт для нас. Позапрошлом году у нас в городе Якутске проходила замечательная конференция международная «Города и люди. Гражданские инициативы. Формула взаимного доверия». И целая секция была посвящена именно такой проблематике, которая поднимала вопросы сохранения исторического наследия. Вот с тех пор, конечно, за эти 1,5 года мы, я считаю, очень много продвинулись, что сегодня уже сидим, обсуждаем, и уже есть какие-то конкретные наработки по вопросам сохранения исторического наследия нашего замечательного города Якутска. Сегодня вот презентовали книгу, в которой 383 факта о нашем замечательном городе, и в создании этой книги приняли участие практически все жители города Якутска. Вот просто я немножко вас информирую, в каком формате у нас сегодня проходит мероприятие. И, конечно же, вот надеемся, что в этом году тоже подобная конференция будет проводиться в городе Якутске. Мы вас приглашаем, от имени горожан разрешите мне вас пригласить к нам в город Якутск, рассказать о своей работе и поделиться, значит, тем опытом, который накоплен, пусть за очень короткий, но очень продуктивный период, который прошел, потому что частно-государственное партнерство – это новое слово будет, наверное, и в истории нашего города с целью сохранения именно исторического наследия. Спасибо вам большое за ваше неравнодушие, за вашу работу, за ваши хлопоты и за ваш такой инновационный взгляд на такую, скажем, историческую тематику. Добро пожаловать к нам в город Якутск. Ждем вас летом. Спасибо большое за приглашение, спасибо большое за теплый прием. Несмотря на то, что у нас за окном сейчас минус 32 градуса, вот, я у вас тепло. У вас немного теплее. У вас теплее, минус 42. Крещенские морозы минус 50 практически. Да. На сегодня купель, кстати. Да, есть какая-то связь, даже по температуре. Мы с радостью приглашение. Но я со своей стороны не могу вас не пригласить.
организовать какую-то вот, возможно, межкультурную, межрегиональную конференцию на тему сохранения исторического наследия. Может быть, пригласить там несколько сибирских городов. Я думаю, что можно попробовать это организовать на лето, когда чуть теплее, как заехать на Байкал, Спасибо провести там конференцию и обсуждение. Поэтому спасибо. Я надеюсь, если какие-то нужны еще комментарии и вопросы, мы готовы в рабочем порядке и общаться, и... Да, действительно, мы будем на связи. Спасибо, Ирина Владимировна. Мы очень надеемся, что вы на трансляции как бы останетесь до круглого стола, да. Мы будем поддерживать связь, да, и сможем обмениваться также опытом. Ну и вот чудо интернет, то, что позволяет вот преодолевать такие расстояния. Но мы продолжим наш рабочий план, продолжаем наших докладчиков, да. Сейчас у нас будут обсуждения, то есть не обсуждения, а доклады участников обсуждения. Я бы хотела пригласить сюда наш архитектурно-исторический памятник. Это, конечно, Национальная библиотека, да, вот, который до сих пор, вот сегодня он сохранен почти что в первозданном виде. И приглашаю директора Самсонову Валентину Андреевну со своим докладом. Пожалуйста. И так как мы отбились от регламента, да, давайте придерживаться. Да, вот так. Ну, к сожалению, Валентина Андреевна не смогла принять извините, участие, пожалуйста. поэтому, да, тем не менее, мы решили выступить. Конечно, тема актуальная, она была актуальной не только сегодня, еще вчера была актуальной, конечно, но сейчас тоже еще не поздно поднимать те вопросы, решать те проблемы, которые стоят вот на повестке нашего круглого стола. И действительно, здание Национальной библиотеки, являющееся памятником истории и культуры, архитектурным памятником нашего города, является одним из примеров, немногих, к сожалению, примеров реставрации. Ну, я сильно подробно не буду останавливаться на том, что хотелось бы вообще-то сказать, но вот здесь прозвучала тема частно-государственного партнерства. И вот при строительстве здания публичной библиотеки и музея, первоначально это здание предназначалось для городской публичной библиотеки и музея, оно являлось вот одним из примеров такого частно-государственного партнерства, когда были внесены не только средства города и Якутской губернии, но были внесены и личные средства. Например, за период с 1907 по 1911 год было внесено 20,5 тысяч рублей. Это примерно где-то около половины всех тех средств, которые были затрачены, 41,3% всех средств, которые были затрачены на строительство этого здания. И в том числе лично инициатором строительства этого здания, губернатором Крафтом, было внесено 1500 рублей. Это огромные средства по тем временам. И, конечно же, вот продолжая эту мысль, хотелось бы сказать, что вот та идея, которая реализована в Иркутске, она, конечно, вот в современных условиях, конечно, наверное, так нужно поступать. Но, с другой стороны, никто не отменял и инвестиции в виде каких-то пожертвований, в виде какой-то вот оказания безвозмездной помощи, участие такое в реставрации наших памятников культуры. Хотя, конечно, не думаю, что не будем, наверное, столь наивны, да, полагать, что на такие средства можно что-то отреставрировать. Но и такое участие тоже, наверное, возможно. Ну вот, говоря о сохранении памятников культуры и истории, одним из примеров которого... А как тут вот показать, а? На что нажимать? Там нажимать надо. На что? Подскажите, пожалуйста. Здесь, да? Здесь, думаете, да? Угу. Так, ну я так немножко пролистаю. Мне хотелось бы сказать, что вот оно было построено по проекту архитектора Лишевича, как вы все, наверное, знаете, и одно из немногих каменных строений дореволюционного Якутска. И уже в
В 1925 году было обнаружено, что его необходимо уже сделать укрепление его фундамента, потому что каменные эти строения не были рассчитаны на нашу вечную мерзлоту. И затем уже в дальнейшем неоднократно здание было, реставрация это назвать нельзя, но производился укрепление, подальше, да, производилось укрепление фундамента неоднократно. Это было в 1939 году, в 1941 году. И в 1965 году были межэтажные перекрытия, поменяли, разобрали печное отопление, потому что это было одним из факторов оседания здания, его разрушения. Но, к сожалению, к концу 80-х годов это здание окончательно пришло в аварийное состояние, и многие из вас, наверное, помнят, что в течение многих лет оно стояло в ожидании реставрации. И вот, наконец, вы видите здесь открытие после реставрации нового здания. Конечно, все это было сделано на государственные средства. И здесь говорили о том, что у нас нет фирм, которые занимаются реставрацией. Далее, наверное, лицензированных нет. Но по тем временам, нашлась такая фирма чешская, которая, многие из вас знают, да, Рудольфа Шельца. И вот они, собственно говоря, это и сделали с приглашением специалистов из-за рубежа. Но, наверное, такой опыт тоже можно использовать. Я извиняюсь, Ольга да, да, сейчас я заканчиваю. Вас, Да, заканчиваю. И вот на что мне хотелось бы обратить внимание, что вот те объекты, которые уже, их немного у нас, к сожалению, в городе, которые уже прошли реставрацию. Вот прошло 12 лет. Это здание нуждается в дальнейшем поддержании. Мне хотелось бы обратить, правда, нам выделяется в этом году средства, это очень хорошо, но вот хотелось бы обратить внимание, что те объекты, которые прошли реставрацию, они нуждаются в дальнейшем поддержании. Поэтому я предлагаю, чтобы каким-то образом это было включено в проект резолюции нашего круглого стола. Спасибо за внимание. Еще на одно хотелось бы обратить внимание. Это здание у нас перегружено, и поэтому хотелось бы, чтобы была поддержка города тоже какой-то, как по возможности, хотя бы чисто идеологическая, в строительстве нового здания нашей библиотеки, потому что историческое здание перегружено, его нельзя сильно нагружать. Спасибо. Ольга Ильинична, спасибо вам большое. Я думаю, что ваши предложения все будут учтены обязательно. Я приглашаю следующего нашего докладчика. Это Яковлева Зинаида Петровна, заведующая информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки. И давайте установим, наверное, регламент в 4 минуты, да, у нас от 3 до 5 минут был, потому что у нас еще предстоят выступления 4 докладчиков. Добрый день. Сегодня библиотеки города наряду с традиционными информационно-просветительскими функциями проводят также и работу по популяризации и сохранению культурного наследия, воспроизводству культурных памятников. И библиотеки города Якутска ведут большую исследовательскую и просветительскую работу. Тут. Ага. Работа ведется нами очень разная, довольно-таки очень много разработок у нас. Основной массив материала у нас собран на нашем сайте. Вот сейчас вы видите страницу сайта в рубрике «Якутск. Любимый город», где одновременно присутствует библиографическая, фактографическая, полнотекстовая информация. В процессе работы по продвижению и поддержке краеведческих ресурсов проводилась нами большая культурно-просветительская работа, создавались уникальные документы, относящиеся к региональному краеведению, истории, культуре, общественно-политической жизни города Якутска. И всю эту деятельность библиотек мы назвали одним словом «Якутсковедение». Начало всему положило нами издание библиографического справочника «Имена на улицах Якутска» в 2 выпусках в электронном и традиционном книжном варианте. За ними последовали у нас электронные издания «Мемориальные доски Якутска», «Городская скульптура», «Белинка в печати», «Год культуры». А в «Год культуры» в 2014 году по заданию Управления культуры и духовного развития города Якутска нами был издан справочник о учреждении культуры города Якутска.
Так, дальше был издан библиографический справочник «Почетные граждане Якутска», который уже претерпел второе издание. Это издание у нас было тоже по заказу городской думы издано. Большой очень объем материала находится в нем. Дальше еще один большой проект муниципальной библиотеки – это иллюстрированная занимательная энциклопедия для детей «Якутск от А до Я». Он готовится к изданию и выиграл грант конкурса «Народный бюджет» в 2015 году. Вот буквально мы узнали об этом, утвердили в конце, буквально на днях. И тоже по этой энциклопедии нами велась очень большая исследовательская работа. В целях формирования регионального информационного ресурса по якутсковедению, предоставления доступа пользователям к краеведческой информации и содействия развитию библиографической деятельности библиотек, с 2015 года мы приступили к самому крупному трудоемкому проекту – это создание электронного каталога якутсковедения, который будет включать самые разные материалы с наибольшей полнотой и достоверностью. А поисковые возможности этого электронного каталога будут тоже очень широкие. Можно искать материалы по предметам, географическим рубрикам, по персоналиям, источникам, годам издания и возможности выхода на текст документа, а также справочные аннотации и тому подобное. Вот это все должно содействовать тому, что электронный каталог якутсковедения может стать в дальнейшем востребованным ресурсом. И большая исследовательская составительская работа была проведена нами также. Зинаида Петровна, извиняемся, у вас меньше минуты. Ага. Проведение экскурсионных проектов, которые вы видите у нас на экране, библиотека и ее окрестности, экскурсионный проект «Книжкин дом» в городе моем. Первый проект у нас вообще это самый первый в республике проект является, и он заложил основу такому делу, к которому библиотеки, в общем-то, не привыкли. Мы проводили экскурсии виртуальные, визуальные, для наших школьников, студентов по тем районам, которые находятся в нашей библиотеке. И библиотеки города хотят предложить сегодня создать тоже многопрофильную городскую программу по сохранению и восстановлению истории города Якутска, в котором должны участвовать различные организации, так как формирование краеведческих информационно-библиографических ресурсов, но и других ресурсов требует координации и кооперирования работы. Вот такая программа для города очень необходима, мы так считаем. Спасибо за внимание. Большое, Зинаида Петровна. И приглашаю следующего нашего докладчика, Сивцева Вячеслава Сергеевича, главный архивист Национального архива. Так, добрый вечер, уважаемые участники круглого стола. Ну, поскольку нам нужно экономить время, я начну сразу с сути, да, без долгих прелюдий, так сказать. И, ну, понятное дело, что когда мы говорим о исторических памятниках города ли, республики или вообще в целом страны, мы также имеем в виду и истории самих этих памятников. И вот сегодня тоже звучало это слово «дорожные карты» памятников, да, так называемые паспорта, ну, потому что о каждом объекте мы должны знать не только когда оно было построено и в каком состоянии оно находится сейчас, но и то, кому это здание принадлежало или чему, какое предприятие там находилось и так далее, да. И по долгу службы Национальный архив, ну, довольно часто имеет дело с подобными запросами со стороны как населения, ну, исследователей, да, так и со стороны органов государственной власти или управления. Ну и, к примеру, хочется вот показать такой пример исполнения запроса от школы номер 5 имени Кривошапкина. История здания, ну, которой сейчас уже нету, но может послужить примером, как вообще вот производится поиск информации в архивных документах. Дело в том, что был запрос об истории школы вообще, не о здании, но в рамках поиска информации о самой школе был найден документ 1938 года, паспорт школы, где было написано, что здание было построено аж в 1912 году. И, соответственно, преследуя вот эту цифру, исполнитель дошел уже до дореволюционного периода, дореволюционных фондов, где были найдены газеты якутских епархиальных ведомостей, где за 1914 год была опубликована статья, краткая историческая записка якутской второклассовой учительской школе. Ну, то есть та школа, которая находилась в этом же здании.
И удалось найти подробную информацию, вплоть до размеров самого здания, вплоть до того, сколько рублей в каком году было вложено в строительство этого здания. И для того, чтобы найти такую информацию, были просмотрены фонды как советского периода, да, ну, соответственно, вот уже конца 20 века, и постепенно дошли таким образом до фондов даже вот Якутского епархиального училищного совета, Якутского областного статистического комитета. Это уже вот все дореволюционные органы. Что касается жилых домов, частных домов, то поиск информации по ним гораздо более сложен, может быть, или даже непредсказуемым, потому что сложно найти вообще о каждом доме информацию. Но если уж постараться, если уж допустить, что возможно найти какую-то информацию, то, скорее всего, их стоит искать в таких фондах, как Якутская городская управа, или Якутская городская ратуша, или в фондах нотариусов, или судов, потому что частенько бывает, что имена владельцев всплывают во всяких юридических документах. Ну вот, например, сегодня тоже просматривал так, чтобы быть уверенным, были множество документов, который называется как, ну, купчие, да, когда вот производится купля-продажа недвижимости, там обозначаются, собственно, и имена тех, кто продает и покупает. То есть в рамках составления истории отдельных домов, да, жилых даже, это тоже имеет, я думаю, очень важное значение. Также хотелось бы затронуть и вопросы исторического облика старого Якутска, то есть тех памятников, которых сейчас уже нету, и их уже как бы не вернуть, но просто вот все равно вот нам, я думаю, будет в будущем важно знать то, каким выглядел Якутск в 20 веке на протяжении лет, да, как он менялся. И с этой точки зрения у нас тоже есть некоторые фонды, которые предоставляют уже систематизированную информацию по этому поводу. И в частности, вот, например, личный фонд исследователя, краеведа Новгородова Ивана Дмитриевича, он занимался этим вопросом и оставил после себя личный фонд, в котором отложились документы буквально, ну, по многим историческим памятникам города Якутска, и особенно о Остроге, да, которую у нас уже сейчас нету, но тем не менее. А также вот в фонде музея имени Ярославского также имеются материалы по тех исследователей, которые тоже вот когда-то занимались этими памятниками. Что я хочу сказать? Ну, в рамках сегодняшнего мероприятия, да, хотелось бы подчеркнуть, что наш Национальный архив Республики Саха-Якутия таким образом выражает свою готовность как бы содействовать дальнейшему воплощению проекта и по долгу службы, и по возможности, и заинтересованности, потому что мы все-таки те, кто работает в архиве, они тоже историки, они заинтересованы в этом вопросе. И ну, вот так вот можно это как-нибудь отметить уже, собственно, в резолюции. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Вячеслав Сергеевич. И следующий наш докладчик приглашается Национальный художественный музей. Васильева Елена Иннокентьевна. Итак, приветствую вас, господа, участники нашего круглого стола, и благодарю организаторов этого замечательного события, очень познавательно, очень интересно. Я очень надеюсь, что будут хорошие результаты. Итак, я хотела бы сегодня выступить на тему новых современных художественных практик в деле интерпретации, публикации, популяризации так называемой памяти места, исторических памятников городов. Одна из стратегий сохранения исторических памятников, сохранения идентичности города – это создание в городе ситуации или структуры, в рамках которых возможны интеллектуальные и художественные высказывания. Таким образом, в данном контексте эффективным может быть применение опыта современных художественных практик. Опираясь на определенную логику отношений с местностью, такие качества, как оригинальность, аутентичность и идентичность, примененные в художественных практиках, ориентированных на особенности пространства, такие качества, как особенности произведений искусства, которые таким образом переданы местам. То есть эта практика преследует цель углубить диалог между искусством и социально-историческим компонентом территории. Елена Иннокентьевна, извиняюсь, у вас презентация должна быть, да? Так она уже идет. Так, я должна нажимать на это? Да, вы сами нажимаете. Ага, хорошо. Ну, в принципе, это сейчас пока статично должно быть.
Для сравнительно небольшого по территории, лишенного крупномасштабных, к сожалению, лишенного крупномасштабных исторических памятников города, как Якутск, интерес в этом смысле представляет тактика прочтения городского пространства, прогулки по городу, обоснованная еще в начале XX века немецким философом Вальтером Беньямином. Согласно ей, человек во время прогулки движется не по обезличенной географической территории, а в пространстве воспоминаний, историй, легенд, и в этой практике рождается живой подвижный город. По мнению социологов и культурных географов, городское пространство представляет собой не только физическое, сколько создаваемое в процессе социальных отношений. В этом случае, по мнению французского социолога Анри Лефевра, оно всегда производство и продукт. Как продукт пространство понимается и проживается нами. И проживается это пространство с помощью эмоционального к нему отношения. И, конечно же, важную роль здесь играет воображение. А паблик-арт есть художественная коммуникация с помощью воображения. Город с каждым годом становится более стандартизированным, комфортным и в практическом, но не в эмоциональном плане. Стираются границы личностного эмоционального восприятия большинства населения Якутска, связанного с его историческим контекстом и тем небольшим, но очень важным в плане сохранения личностного, глубинного восприятия пространства количеством архитектурных памятников. Прошу прощения, у вас 1 минута. Угу. В данном случае консервативные методы трансляции памяти посредством мемориальных досок, бюстов, скульптурных композиций не совсем отвечают современным представлениям о взаимодействии с местным сообществом. Современные художественные практики предлагают множество эффективных способов фиксации памяти места. Я могу привести примеры, такие как замечательные фестивали, которые проводятся в различных городах, такие города, как Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, очень ярко представляют работу, эффективную работу с контекстом местности, с контекстом территории и местного сообщества. А затем локальные мероприятия, связанные с определенными архитектурными памятниками. Допустим, вы сейчас видите фотографию с открытия небольшой выставки, скорее всего, акции, инсталляция в Калининграде. Это башня Кронпринц, которая была передана филиалу ГЦСИ в Калининграде и сейчас является очень ярким арт-центром. Да. Затем, конечно же, очень интересный такой пример из английской практики паблик-арта. Мы видим сейчас башню Тауэра. И очень интересный эмоциональный фон территории. Да? То есть, сейчас я вам предлагаю просто просмотреть некоторые примеры использования паблик-арта. И вот очень интересно, конечно же, в этом смысле сотрудничество именно места, самого места и сообщества. Да? То есть как человек эмоционально переживает ту или иную территорию. Вот, допустим, замечательная практика, замечательный пример в нашей стране – это парк-музеон с различными арт-объектами, который является очень эффективной площадкой для коммуникации. Вот еще чуть-чуть буквально. Лена Никитина, мы просто работаем в режиме онлайн, у нас еще 2 докладчика, и потом мы должны еще обсудить, хорошо? Хорошо. Вот. Если говорить об Национальном художественном музее, о его деятельности в данном направлении, это, конечно же, восстановление исторического памятника, работы уже упоминавшегося архитектора Лишевича, это казначейство, в котором сейчас располагается галерея зарубежного искусства имени Михаила Федоровича Габышева. Вот так она выглядела тогда. Замечательные экспозиционные залы. Сейчас там очень активно ведется работа, и мы стараемся поддерживать этот памятник в должном виде. Спасибо большое. Хорошо. Немного разрушается, но, конечно же, это очень сложный процесс, да. Это уже, я думаю, другой вопрос совершенно, да? Другая совершенно проблема. И сейчас у нас не менее интересный очень проект.
Спасибо большое, что вы остаетесь с нами до конца. У нас сейчас начнется вот самое главное, это обсуждение принятия решений. Пожалуйста, Васильев Сергей Ефимович, директор компании «Многомерные технологии». Мне мышку должны были дать. Там у меня есть... А можно мне мышку передать? Значит, я представляю компанию «Многомерные технологии» и также Северо-Восточный федеральный университет. Я хотел бы вот рассказать о некотором опыте, который у нас есть в университете и в нашей компании, некоторые проекты показать и сформулировать некоторые предложения. Ну, здесь вот я показал технологии, которые мы используем в своей практике. И эти технологии можно было бы использовать вот в контексте нашего сегодняшнего проекта «Прошлое, настоящее и будущее нашего города Якутска». Ну, вот здесь просто я хочу показать, что мы сделали. Мобильное приложение «Эсэх Туймады», для того, чтобы можно было ориентироваться на этой местности. И в прошлом году мы его запустили, и в этом году, надеюсь, он тоже будет востребован. Следующий проект «Якутск 382». Ну, это проект, условно говоря, как машина времени. Я сейчас попытаюсь запустить... мышка здесь... Можно какой-то лист бумаги? Да, вот. Ага. Здесь, значит, мы показали площадь Ленина, как она выглядит в прошлом, то есть в 60-х годах. Что-то у меня не запускается, к сожалению, визит-эффект. Но здесь мы показали, как город выглядит с той точки, на которой у нас была метка дополненной реальности. Вот, по-моему, что-то вот здесь вот. Это вот настоящее. Сейчас я попытаюсь покрутить. Оп, что-то я сделал. Ага, вот так. Оп. Сейчас я... Ага. Давайте сейчас я попытаюсь. Вот это настоящее, сентябрь, наверное, или август прошлого года. Прошлое, когда мы попадаем в наше такое несколько ностальгическое начало 60-х годов. И, может быть, горожане помнят, что там стояла деревянная трибуна с портретами вождей. Ну и кратко я перескочу сразу на, как это могло бы выглядеть в 2022 году. Ну, это вот одна из версий возможных, наверное, как этот город может выглядеть. Следующее. Аэропанорама. Я, к сожалению, сейчас не смогу, по-моему, этот запустить проект. Здесь нет такого проигрывателя. Но мы сделали тоже в сентябре 2015 года аэропанорамы по нескольким точкам. И надо сказать, что это очень красиво выглядит, потому что сентябрь, золотая осень, цветы все красивые, горожане красивые, и наш город действительно очень красивый. Но этот проект... Да. Ну, съемки в течение одного дня, а обработка занимает время некоторое определенное. Да. Вопросы Да, у это нас мы, будут в конце это наш сейчас, проект, хорошо? который мы, ну, как бы сделали для демонстрации наших возможностей. И вот здесь очень важно, мне кажется, можно было бы таким образом делать портреты города Якутска, условно говоря, 2015 год, 2020 год, ну, может быть, каждый день, каждый год точнее. И это, мне кажется, будет важно для, в том числе для музея Ярославского, где формируется экспозиция о городе Якутске. Например, как это выглядело, например, даже нам интересно смотреть, как город меняется, например, в течение года-полугода. В нашем университете есть 3 сканера на 2 километра, на 100 метров и до 1-3 метров. Что это означает? Мы можем отсканировать квартал, здания и объекты, которые вот сегодня, например, археологические объекты, например. Вот, в частности, наши коллеги с Горного института, они вот сканировали Троицкий собор. Я думаю, что такая технология будет востребована для составления, вот как сегодня говорили, ну, то, что называется, наверное, обмерные чертежи, то, что, так сказать, мы получаем, самое главное, мы получаем очень точную цифровую копию объекта. То есть мы
мы можем измерить расстояние, углы, диаметры окружности и так далее между любыми точками, например. И поэтому на самом деле вот эта технология, она как раз вот создает, формирует точную копию Сергей объекта. Ефимович, извиняюсь, у вас меньше минуты. Очень интересно, но регламент для всех понял. одинаковый. Теперь, что значит лазер для сканирования? Вот, например, мы сканируем совместно с нашими музеями Ярославского и Национальным художественным музеем чороны. Это объект, значит, условно говоря, тот, который можно взять в руки. Самое главное в чоронах не просто его форма, но мы понимаем, что это, например, и текстура, то есть его цвет, но и самое главное, возможно, здесь микрорельеф поверхности, потому что взять его в руки, почувствовать вот это вот именно микрорельеф, это очень важно. Наши технологии позволяют это делать, и мы, в частности, вот я на последний, наверное, ролик сейчас запущу, пока буду уходить, пусть он крутится. Только я сейчас его попытаюсь запустить реально. Бок. Что-то вообще все выключил. Кому интересно, я могу показать, как это все выглядит. Ну и наши проекты, которые вот поддерживают интерес к нашим точкам культуры, где, ну это может быть и туристические места. В частности, это вот приложение с Национальным художественным музеем «Арт-музей Якутии». Ну, мне кажется, основное все. Спасибо большое, очень увлекательно, очень полезно. Вот, и я думаю, что следующий наш докладчик в какой-то степени продолжит эту тематику. Приглашаем Мамина Геннадия Михайловича, координатора проекта «Ретро Якутск». Добрый день. Так, что тут нажимать? Так, в общем, вы все знаете, что такое социальные сети. Мы все увязаны сегодня в социальных сетях, да? И сегодня вот наука уже начала как-то доказывать, писать, что социальные сети в основном это уже практически либо зло, либо это добро. Ну, к добру мы приходим сами, оказывается, осознанно по времени, да? И нынче осенью, будучи вот мы как-то несколько единомышленников резко вот додумались, что почему бы нам в социальных сетях, в частности на Фейсбуке, начать группу «Ретро Якутск». Мы объединились, первое время силком затащили порядка 1000 людей, своих друзей, товарищей, сотрудников. И в конце концов на сегодняшний день у нас 2500 людей идут к нам сами добровольно. Что такое социальные сети и что мы там видим? Большинство оппонентов наших сетей и также наши эксперты, наши участники – это люди добровольно к нам приходят, добровольно ложат фотографии, добровольно обмениваются мнениями. Ой. Я что нажимаю? Enter, да? Я сам специалист компьютерный. И тем не менее, да. Угу. И, в общем, на сегодня, значит, мы вот видим то, что все фотографии, которые большинство здесь отражаются вот на нашей презентации, это очень уникальные работы. Большинство из них, наверное, где-то опубликовано в больших масс-медиа ресурсах, но есть работы, которые мы нашли либо именно в частных архивах. Буквально на днях стало известно, что наш проект «Ретро Якутск» выиграл грант народного бюджета. Что мы видим в дальнейшем? Да? Значит, в течение 2015-2016 года мы планируем вести активную работу именно по систематизации всех данных, которые мы будем собирать. То есть это что? Мы хотим, значит, узнать именно историю города, который находится вот в частных чемоданах, в чердаках, личных альбомах. И в этом направлении мы уже видим потенциал, люди интересуются, люди уже сами начали ложить свои как бы работы, фотографии, значит, своих дедушек, бабушек. И на сегодня мы уже не видим никаких проблем работы в этом направлении. По систематизации всех этих работ к концу года, значит, мы в течение года будем вести работу по созданию своего архива, наверное, в виде сайта, либо и еще работа у нас именно будет по популяризации вот этого всего материала. Геннадий Михайлович, у вас 1 минута. Ага.
Также мы видим большой потенциал именно в раскрутке этих фотографий. И хотим привлечь именно школьную молодежь, и в этом мы тоже вот именно с обществом знания, также с некоторыми школами мы уже начали договариваться, что будем вести работу в этом направлении. Именно дети должны сами вот как-то убедить своих бабушек, дедушек выложить свои семейные фотографии. Ну, в целости наш проект вот такой. Мы надеемся, что он этим одним годом не ограничится. Также я вас всех призываю принять активное участие в нашем проекте. Для этого от вас ничего не требуется. Вам нужно просто зарегистрироваться на нашем портале в Фейсбуке «Ретро Якутск» и принимать активное участие в Геннадий обсуждении. Михайлович, спасибо вам большое. Пожалуйста. Да, очень интересный проект, очень такой своевременный. И у нас это был последний доклад по участникам обсуждения, и мы переходим к самому основному. Но так как у нас круглый стол проходит онлайн, у нас есть технические ограничения, поэтому нам нужно вот самое вот нужное, необходимое, ну вот провести так оперативно, да. И прежде чем перейти к обсуждению, я бы хотела предоставить слово нашему председателю Совета старейшин Николаю Васильевичу и следующий потом председатель постоянной комиссии Якутской городской думы Евгению Андреевичу. Ну, краткое такое резюме. Ну, я приветствую всех участников сегодняшнего круглого стола. И действительно, вот сохранение исторических памятников в городе – это актуально. И старожилы это давно наблюдают, и молодежь даже бывает втянута в эту орбиту. Поэтому то, что сегодня мы обсуждаем и нащупываем пути восстановления, сохранения и реставрации исторической памяти нашего города, это для будущих поколений, мне кажется, очень нужно, полезно и необходимо будет, конечно, всячески поддерживать этот проект, это движение и принять активное участие. Спасибо. Васильевич, спасибо вам большое. И Евгений Андреевич, вам, пожалуйста, слово. Уважаемые участники круглого стола, хочу выразить огромную благодарность организаторам, конечно же, порталу OneClick Якутск, всем тем, кто активно участвует в нем. Очень приятно видеть, что люди хотят знать историю своего родного города, хотят, чтобы знали ее их дети и будущие потомки. Этим надо заниматься, конечно, сейчас, не оставлять на потом. И поэтому считаю, что принятие резолюции повлияет на будущее города Якутска. У меня все, спасибо. Евгений Андреевич, спасибо. И мы переходим к самому основному. Это к... Да, Евдокия Ивановна, конечно, пожалуйста. Ну, как бы я специально не стала, понимаю, что времени мало, говорить несколько раз, как-то не очень прилично, поэтому я хочу несколько слов сказать. Действительно, огромное спасибо, во-первых, порталу OneClick за вот то, что провел этот круглый стол. Я думаю, он очень был нужен и важен. Мы сегодня увидели и услышали, сколько людей в нашем городе занимается, скажем так, сохранением его истории в разном виде, да? Этим занимаются историки, этим занимаются люди, которые любят свой город и вкладывают средства в сохранение памятников. Но мы прекрасно понимаем, и сегодня это тоже было видно, что как бы нет какой-то у нас координации, нет согласованности в этих действиях, то каждый действует сам по себе. И, наверное, действительно нужен, и сегодня уже стоит говорить о необходимости создания какого-то общественного совета, координационного совета, какой-то структуры, которая бы объединяла всех вот этих людей, которые хотят сохранить историю нашего города и уже сегодня делают это. Сегодня Арсений Сергеевич говорил о том, что в 2015 году мы начали работу по созданию музея города Якутска, и на 2016 год он поставил задачу разработки концепции
музея города Якутска, чтобы затем уже дальше отрабатывать эти вещи. И, ну вот к определенным событиям юбилей города, там 385, республики, 400 лет, мы действительно через какое-то количество лет получили очень интересный, замечательный музей нашего города. И я понимаю, что он не может создаваться без вот, сохранения памятников истории и культуры, которые мы имеем сегодня. Вообще мы не можем говорить о будущем, если мы не помним своего прошлого и не храним его. Поэтому я думаю, что это действительно очень важно. И сегодня выступления многих коллег натолкнули на очень интересные предложения, очень интересный опыт Иркутска. И я думаю, Ирина Дмитриевна, необходимо действительно создавать какую-то группу, направлять в Иркутск, на месте изучать детали уже вот того, как люди работали, чтобы не изобретать велосипед. А, наверное, что касается вот какого-то предприятия типа агентства по сохранению, там, развитию памятников, оно, наверное, и у нас будет необходимо, потому что без него все равно, наверное, невозможно будет этим заниматься. Поэтому хочу сказать, что действительно спасибо, Маргарита, за этот разговор. Он был очень нужен, очень актуален. И я думаю, что нам он очень поможет в разработке концепции музея города Якутска. Спасибо всем, кто принял участие, кто неравнодушен к истории нашего города. Евдокия Ивановна, спасибо вам большое за такую высокую оценку. Но это не наша только заслуга, да, а это вот всех сидящих здесь экспертов. И мы сейчас переходим к обсуждению. Да, вот микрофон в зале у нас есть. Сейчас мы начнем. Самое главное — это все приложения, обсуждения, вопросы, какие у вас есть, и примем резолюцию. Но у нас сегодня еще присутствует и республиканская власть. Да, у нас представитель Министерства культуры, руководитель отдела охраны памятников. Мы бы хотели предоставить ему такое вот резюмирующее, да, вот небольшое, краткое итоговое слово. Так, ну, во-первых, здравствуйте. Я, честно говоря, очень удивлен, что вот такой уровень организации, то, что вот город проводит такую. Я помню, то, что вот лет 5 тому назад, когда мы по проблемам памятников местного значения, когда обращались в город прямо даже в СМИ писал, что это проблема Министерства культуры, только Министерство культуры должно заниматься охраной памятников. Ну, доходило до уровня таких переписки через СМИ. Ну вот, и очень удивлен. И просто я хочу по городу кратко расскажу и свои предложения в резолюцию предложу, да. У нас по городу вот, с 2012 года вот, идет паспортизация памятников в рамках подпрограммы сохранения объектов культурного наследия. И всего с 2012 года нами паспортизировано 242 объекта культурного наследия. Из них пока 68 направлено в единый государственный реестр Министерства культуры, ну, объектов культурного наследия. И в основном мы паспортизировали памятники республиканского значения и археологические. Вот памятники местного значения мы не паспортизировали, ну, вот, которые находятся в районе Залога, ну и очень много памятников, которые находятся в городе. Почему? Потому что это памятники местного значения, это прямое полномочие органов местного самоуправления. Мы не могли свои финансовые средства направлять на этот, и нам это говорило прямо наши экономисты. И так, ну вот, итого 242. Ну, включено в настоящее время 5 объектов. Это в основном 5 объектов, достопримечательные места Тулагино-Кильдянских наследов. Там всего должно быть 18 будет включено, ну, пока 5 включено. И хотел бы кратко сказать по порядку включения в единый государственный реестр. Вот с прошлого года порядок изменился, такое появилось понятие список выявленных объектов культурного наследия. То есть, кратко скажу, вот любое заинтересованное лицо, да, если он хочет, чтобы этот какой-то дом или монументальный памятник или что-то было включено в единый государственный реестр, он должен собрать определенные документы, у нас на сайте это размещено, и вот это собирает определенные документы, это, например, наименование, историческое описание, географическое расположение, направляет нам заявление о включении в список выявленных объектов культурного наследия. Мы в течение 90 дней проводим свою экспертизу, и если оно действительно представляет ценность, мы его включаем в единый государственный реестр в течение 90, не в единый, а в список выявленных объектов культурного наследия своим приказом. С этого момента этот памятник считается принятым на госохрану. Мы сведения направляем в город, в органы кадастра, Росреестр и собственникам, и уведомляем, что этот памятник уже подлежит охране. И после этого мы должны в течение года провести историко-культурную экспертизу, за это уже возлагается на бюджет республики. Экспертиза нужна, чтобы определить категорию памятников федерального, республиканского или местного значения. Это проводят независимые эксперты, как тут уже говорили, 4 объекта.
И после этого, когда эксперты скажут, например, памятник этого местного значения, мы направляем на согласование с органами местного самоуправления. Точнее, если по городу, то есть к городу. Город, это получается городское собрание депутатов, они должны, Гордума, оно должно принять решение, то есть они согласны с принятием на госохрану и направлять нам, и мы на основании этого своим приказом включаем в единую государственную реестр и направляем в Минкультуру РФ. Ну вот если кратко так сказать, то сведения такие. Сейчас мы проводим работу с ВАПИК, ну, Всероссийского общества охраны памятников. Вот они сейчас проводят работу, набирают, ну, документы собирают, и нам предоставят по городу памятники, мы будем включать их в список выявленных. Так, это по поводу этого. Так, Да. и тут... Владимир Михайлович, буквально полминуты. Ага, полминуты, да? Ну, давайте я вот насчет предложения. Вот насчет памятников местного значения, да, вот насчет залога, да, я вот предлагаю, давайте мы заключим с городом соглашение, что мы в связи с проблемой города вот от старого залога, да, ну, этого треугольника, давайте мы соглашение составим, и тогда мы в рамках своей силы, я думаю, мы сможем паспортизировать эти памятники местного значения, которые там находятся. Плюс еще тех зданий, которые там находятся, ну, которые еще не включены в никакой список. Ну, я думаю, в рамках соглашения мы это сможем сделать. А так вот насчет вообще, что делать с треугольником, да, ну, с охранной зоной. Ну, вот, во-первых, я думаю, пошагово надо ее включить. Во-первых, это включить в список, ну, в единый государственный реестр. Во-вторых, признать эту территорию памятником, не памятником, а историческим поселением республиканского значения. В прошлом году в нашем законе такое понятие появилось. Там определенные требования есть. Включить, и тогда вот этот весь треугольник, там стоит строительство новых домов, вплоть до туалетов новых домов. Очень большие будут ограничения. Я думаю, это, соответственно, будет ограничение на собственников. Они... И в следующем я предлагаю ну да, вот рабочую группу или что-то такое, ну это должно делать город, потому что там памятники все-таки местного значения будут. У них это административные полномочия, и они должны ставить реестр собственников, кто там находится, да, и узнать их цену, за сколько они готовы, в принципе, продать. Ну, предупредить их о том, что вы не можете, ну, как сказать, не слишком сильно не понимаете цену, в связи с тем, что обязанность по содержанию возлагается на собственников. И у города есть полномочия, если это памятники местного значения, своим административным барьером их заставить исполнять, ну, то есть ремонт, реставрация делать, да. Если не исполняют, соответственно, штраф. Если они не выполняют несколько предписаний, то город может подать в суд о выкупе этих, ну, участников по кадастровой стоимости. То есть, Хорошо, Гаврил Михайлович. Ага. Ну и все. Спасибо большое за полезную очень информацию, но мы всегда на связи, да, и мы сейчас переходим буквально к обсуждениям, и у нас вот кратко, наверное, какие-то основные вопросы, и начнем как бы принимать вот проект резолюции. Вот, пожалуйста, микрофон. Вот. А можно из зала? Из зала можно. Здравствуйте. Добрый день. Республиканская общественная организация, ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Венков, Алфас Иван Михайлович. Я в городе Якутск принимаю участие в строительстве города Якутска 1965 года после окончания ЯГУ. Ну вот прошлое какое? Прошлое это когда взять? Вот 1965 года я не считаю, что это прошлое. Может, до этого, до революции, это может быть прошлое. Но раньше строили как хотели, как мы могли. Ну и результат такой вот. Вы знаете, что 50% зданий города Якутска в аварийном состоянии. Раньше не было градостроительной политики, где попало, там строй, как позволяют деньги. Но нынче наш город хорошеет в настоящее время, каждым днем. Я лично считаю это под руководством Алексея Елены Дмитриевны, главного архитектора нашего города. Проектируется современное здание и строится комплекс. Это прекрасно. Так держать, пусть Бог даст ей здоровья на долгое лето. Иван Михайлович, спасибо большое. У вас вопрос, да, какой-то? Здесь мы должны, чтобы сохранить это наше здание, в том числе вот памятники, ну, большое спасибо горожанам, что они сохранили. Но здесь мы, самое главное, мы должны сохранить
Вечный мерзлоту. И город наш на болоте стоит, отвод воды на есть. Для этого я предлагаю при выделении новых стройучастков, проездовых площадок надо потребовать, чтобы утеплили эту площадку, чтобы вечная мерзлота не растаяла, чтобы болота там не было. И пускай дальше строится. Деньги найдут, потому что они очень большие прибыли имеют. Утеплять надо, под каждым домом. Хорошо. Потом строить, чтобы сохранить вечную мерзлоту. И отвод воды – это городской канал, само собой. И единую систему вот отведения надо делать. Тогда мы сохраним и прошлое, бывшее здание сооружения, и настоящее тоже. Так, будущее. Будущее здесь, если мы не перестроимся, это весьма печально. Вот гора наша, вот, если вот наверху Чутумурана, там гравий, там гадостик речной. Раньше там потекла река. А сейчас река идет направо, по закону Крыльца. Мы скоро наш Жатай ремонтный завод, Речпорт останется без воды, без реки. Иван Михайлович, вы меня простите, у нас просто вот, технически вот онлайн, у меня проект технические наши железной дороги, партнеры буквально идет напоминают, вокруг что города. мы Это дамба. отбились от регламента. Вот в связи с этим я предлагаю, надо другой генеральный план надо, с учетом этих естественных факторов. Хорошо, спасибо Вот. большое, Иван Михайлович. Так, еще одну минуту. Я был в Полминуты. Америке, город съездил. Там выйдешь из привокзальной площади, стоит индеец. И совсем другое настроение. Это не проклятие американца, а это индейца поставили, коренного народа. Предлагаю. Вот сейчас строится театр коренных мощностей народов Севера. Его надо было участка делать, это против столичного рынка, а где-то круг из аэропорта идет. Там поставить памятник коренному представителю коренного мощности народов Севера. Хорошо, Так, еще спасибо одно большое, Иван Михайлович. еще Простите одно меня, предложение. пожалуйста, но мне придется вас прервать, потому что мы не сможем спасибо. просто принять. Но мы всех участников, каждый, кто здесь присутствует, может к нам электронно еще все мы предложения обратиться, и мы все предложения еще будем собирать. Да, давайте дальше. И вот, пожалуйста, Андрей Анатольевич Высоких, председатель нашего якутского отделения. Ну, во-первых, да, на самом деле очень приятно, что все собрались. Это еще 10 лет назад об этом мечтать нельзя было. Тут вот Саша Дьяконов и еже с ним нас просто называли городскими дурачками, которые ходят там аптеку, спасают первый, там еще что-то. Обидно, конечно, все это было, что мы потеряли, но бог с ним. Главное, что мы собрались и какую-то точку отсчета начали делать. И вот конкретное предложение по резолюции. Я думаю, что, может быть, нет смысла нам опять рожать какую-то новую организацию, опять какой-то координационный совет. Может, это просто все включить в поручение градостроительному совету. А то он собирается и думает просто, какую краску покрасить фасад. Вместо того, чтобы решать реально городские вот проблемы застройки, там, сохранения памятников или что-то. Вот я трижды был, но маразм полный. На этих градостроительных советах обсуждают неизвестно что, неизвестно для чего, абсолютно вот, не уровень этого совета, а уровень каких-то директоров институтов и не более того. Поэтому вот мое предложение включить все-таки, может быть, в обязанности градостроительного совета ввести вот как раз то, о чем мы сейчас говорили. Давайте еще, вот буквально два вопроса. Сейчас. Выступление. Ну вот сегодня говорили о государственно-частном партнерстве, да? И вообще как-то о привлечении внимания к нашей теме. Сегодня, знаете, такие вот в жизни страны трудные времена, и мне кажется, что будет достаточно тяжело привлечь людей, чтобы они вкладывали деньги в это дело.
Поэтому нужен какой-то такой патриотический, может быть, такой посыл. И поэтому в части предложения по приданию какого-то особого отношения к юбилею нашего города, предстоящему 385-летию, и в плане, может быть, еще даже повыше, исполнения государственной программы Российской Федерации по патриотическому воспитанию на 2016-2020 годы, поддержанной президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, объявить 2017 год годом культурно-исторического наследия в нашем любимом Якутске. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день. Строгова Екатерина Алексеевна, эксперт государственной историко-культурной экспертизы, археолог. У меня, в общем, к нашим городским властям только один животрепещущий вопрос. Что мы будем делать с разрушаемым культурным слоем якутского острога? Он гибнет, он реально гибнет. За лето 2015 года на территории этого памятника было уничтожено 100 квадратных метров культурного слоя. Вот что мы с этим будем делать? Этот памятник нужно срочно изучать, срочно спасать. Вот, каково мнение городских властей по этому поводу? Я вас правильно поняла? Да, речь идет о территории Троицкого кафедрального собора. Да, территории Троицкого кафедрального собора и прилегающему к нему участку 64-го квартала. По этой территории очень квартала. плотно работаем сегодня с епархией, да? Вы все прекрасно знаете, что там земельный участок находится в собственности. Вот мы изыскиваем все возможные, сейчас пытаемся во всяком случае искать другие площадки для того, чтобы этого частного застройщика вывести с этой территории в целях как раз охраны. Вот. В том числе мы ждем сегодня от епархии заключения по установке археологической охранной зоны. То есть вот с нашей стороны, со стороны окружной администрации, со стороны управления архитектурой и градостроительной политики, этот вопрос держится на контроле, да. Мы будем стараться, все максимальные усилия там приложить. еще небольшой участок, который за пределами огороженной территории находится. Ну вот для этого нам нужны границы. Вот то, что за пределами, пока я не могу сказать. Давайте мы, да, Границы этот вопрос, я в готова отделе охраны обсуждать, да, памятников и Министерства готова культуры. дальше, да, работать. И еще хочется сказать, кстати, в качестве информации, у нас обновился состав градостроительного совета, в который включен Андрей Анатольевич Высоких. Вот, и вот мы уже с Евдокией Ивановной сейчас обсуждаем, в принципе, будем думать, как это. Все-таки мы и с Александром Сергеевичем эту тему проговаривали, что совет вот этот мог бы быть секцией градостроительного совета, да, но хочется больших полномочий, то есть какой-то, да, больших полномочий, да. Поэтому хочется отдельный совет сделать и как-то его вот, регулярно работу эту организовать. И у нас следующий вопрос. Вот. Здравствуйте, я ученица 25-й школы Алексеева Екатерина, и у меня такой вопрос. Будет ли возможность у нас, горожанов, следить за реализацией проекта реставрации в Якутске и где? У нас в этом году на портал OneClick Якутск запланированы функциональные и технические изменения. Я думаю, что на нашем портале будет возможность отслеживать, мы учтем вот это приложение, а также мы сотрудничаем с ведущими информационными средствами массовой информации, в том числе это есть я. У них есть прекрасный проект, вот Галина Мазалевская присутствует, да, Якутск, старый, новый. Я думаю, что такая площадка всегда найдется. Спасибо. У нас есть еще? Да, вот Андрей Федорович, пожалуйста. Сегодня говорилось о том, что необходимо политическое решение, и для того, чтобы привлекать средства, я думаю, нужно обратиться к руководству для того, чтобы это политическое решение было обнародовано. Пример. Одно дело, мы сейчас поговорили, мы понимаем, что это нужно, а необходимо, чтобы все жители республики знали об этом. Как это делается? НВК «Саха» могут по распоряжению правительства совершенно не на коммерческой основе периодически выпускать программу роликов, которые призывают к тому, чтобы люди помнили, чтобы они в конце концов знали, что в это можно вложиться. Эта программа необходима для популяризации этого проекта. Мне кажется, надо внести это. Большое спасибо, очень дельное приложение. Мы обязательно это все учтем.
Да, цикл передач, вот очень хорошая передача была вот в авторстве Руслана Васильевича, Александра Дьяконова, да, почетные граждане. И все упирается в финансы. Хорошо. У кого-то еще есть предложения, вопросы какие-то? Я думаю, тогда мы должны подытожить. Да? Большое вам спасибо, что вы сегодня пришли, что вы сегодня до конца с нами, что вы приняли активное участие, за прекрасные доклады. Мы всего лишь стали связующим звеном, но по идее это наша такая вот первостепенная задача. Мы должны быть проводником между нашими горожанами и руководством города. Благодарим руководство наше, Евдокию Ивановну, Ирину Дмитриевну, Николая Васильевича и Евгения Андреевича, что сегодня с нами поделились вот своими советами, видением и идете как бы навстречу наших общественников. Без вас мы бы не смогли реализовать наш проект, с которого все началось, 383 факта. Мы сегодня подготовили проект резолюции, это всего лишь пока что проект. Мы выйдем на всех наших выступающих, да, на всех присутствующих участников с предложением, чтобы вы поделились своим каким-то видением, внесем все эти предложения, и эта резолюция будет потом окончательной, которую, конечно, Арсений Сергеевич согласует и утвердит. И я предлагаю сейчас зачитать проект резолюции. Она будет также выведена на экран. И Елене Николаевне Соловьевой, председателю нашего Якутского регионального отделения Всероссийского общества защиты памятников. Ой, повышение уже, повышение, да? Секретарю. Важно на глазах. Ну что ж, я благодарю за оказанное доверие. Итак, резолюция круглого стола «Прошлое, настоящее и будущее Якутска». Столица Республики Саха-Якутия, город Якутск, является одним из старейших городов Сибири. Как и во многих старинных городах, в настоящее время все большее значение и остроту приобретает вопрос сохранения исторических памятников самобытного архитектурного облика Якутска. В 2016 году город отмечает 384-летие, но сохранившиеся исторические памятники в большинстве своем относятся к XIX веку. Памятники более ранних периодов практически утрачены. Целью проведения круглого стола «Прошлое, настоящее и будущее Якутска», организовано городским порталом «One-Click Якутск», стало объединение всех заинтересованных граждан и организаций в деятельности по сохранению и приумножению историко-культурного наследия столицы Республики Саха-Якутия. В работе круглого стола приняли участие глава городского округа город Якутск Арсений Сергеевич Николаев, представители органов государственной власти и местного самоуправления, ученые, специалисты, актив регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, представители национально-культурных общин, жители города Якутска. В сети интернет организована онлайн-трансляция круглого стола, а также состоялся телемост с городом Иркутском. Заслушав и обсудив выступления спикеров, учитывая большую значимость обсуждаемых вопросов и представленных проектов, участники круглого стола «Прошлое, настоящее и будущее Якутска» решили обратиться к главе городского округа город Якутск Арсению Сергеевичу Николаеву с предложением образовать общественный совет при главе города Якутска по вопросам сохранения исторических памятников на территории городского округа город Якутск для решения следующих задач. Объединение и координация деятельности заинтересованных граждан, специалистов и организаций в данной области. Создание единой дорожной карты по сохранению исторических памятников города Якутска. Разработки соответствующих проектов и мероприятий для включения в муниципальные, республиканские и федеральные целевые программы. Предложить Общественной палате города Якутска определить одним из приоритетных направлений своей деятельности поддержку мероприятий по сохранению и развитию культурно-исторического наследия города Якутска. Рекомендовать градостроительному совету городского округа город Якутск обеспечивать сохранность памятников материального культурного наследия или при принятии решений в области градостроительства, разработать концепцию архитектурного облика города Якутска для внедрения в практику строительства общественных и жилых объектов, создания общественных пространств на территории городского округа. Предложить Координационному совету по делам предпринимательства при главе города Якутска рассмотреть возможности участия бизнес-сообщества в реализации проектов сохранения памятников истории и архитектуры города Якутска.
Рекомендовать городскому порталу OneClick Якутск продолжить деятельность популяризации исторического наследия столицы, привлечению жителей города Якутска к общественно значимой деятельности в данной сфере. Ну, я так понимаю, прозвучавшие впоследствии предложения, они тоже будут включены в резолюцию, да? Маргарита? Я говорю, прозвучавшие позднее предложения будут включены. Да, обязательно все предложения, которые сейчас мы по итогам примем, они будут учтены в этот проект резолюции. И у нас вот поступил вопрос онлайн от наших горожан. Семенова Вера Петровна, 62 года. Чем будет отличаться охранная зона номер 2 от старого города? Это, наверное, вопрос Елене Дмитриевне. Ну, во-первых, это территориально совершенно другие площадки, да, разные, как мы говорили в самом начале круглого стола. Во-вторых, конечно, должен быть подход другой. То есть мы сегодня, горожане, понимаем, что охранная зона номер 1, она очень важна в развитии нашего города. Но многие историки все как бы говорят о том, что мало там настоящих памятников, да, мало настоящих сохраненных, реставрированных. Это всего лишь там единичные объекты. Вот, поэтому охранная зона номер 2, она должна быть вот в этом направлении как раз немножко по-другому, совершенно другое направление, когда мы должны начать именно с восстановления, воссоздания, да, реставрации, реконструкции тех объектов русского деревянного зодчества, которые сегодня есть на территории заложенной части города Якутска. Вот этим будет коренным образом отличаться этот проект. Большое спасибо. Удивительно, что нас смотрит и как бы пожилое население, да, вот через онлайн-трансляцию. Вот, и мы практически завершили работу нашего круглого стола. Еще раз поблагодарю вас всех и хотела бы обратиться к нашему уважаемому президиуму, а также ко всем участникам, экспертам. И есть ли у кого какие-нибудь еще вот предложения, что-то, вопросы? Хорошо, тогда, да, мы тогда резолюцию, получается, мы дорабатываем с учетом всех новых предложений, да, и всего того, что мы обсудили, и отправляем ее на согласование, на рассмотрение главе города Айсену Сергеевичу Николаеву. Большое вам спасибо. Первый наш межрегиональный онлайн круглый стол, я думаю, что успешно и продуктивно завершен. Спасибо. И я бы хотела попросить вот наших коллег по выпуску